Здравствуйте, уважаемые коллеги! Начинаем нашу конференцию, второй день конференции. Еще раз напомню тему нашей конференции: актуальные проблемы педагогики в современных условиях, теория и практика. Так, сегодня присутствует в нашем зале, я вот смотрю, участников 98, также есть слушатели на нашем YouTube-канале, подключились по той же ссылке. Сегодня прошло это более спокойно и быстрее, чему я очень рада. Опыт приходит, видите, в процессе. Подключились также наши спикеры. Здравствуйте, спикеры уважаемые. Так, всем слышно, всем видно? Ваши микрофоны отключены, как и в прошлый раз, чтобы не мешать выступающим. Напомню программу сегодняшнего дня. В 11:00 после меня выступает Долгоненко Татьяна Викторовна. Это направление общеобразовательная школа. По окончании 30 минут на доклад, 10 минут на вопросы докладчику. Далее за нее выступает следующий спикер, Забалуев Артем Анатольевич. Это дошкольное направление. И третий спикер сегодняшнего дня Берсенева Анна Александровна. Тоже дошкольное образование, направление дошкольное образование. Так, ну что, перейдем к нашей программе. Прошу, предоставляется слово нашему спикеру Долгоненко Татьяне Викторовне. Эксперт в области образования, педагог, магистр психологии, автор инновационных программ и многочисленных статей. Татьяна Викторовна, вы нас слышите? Да, я очень хорошо вас слышу, приветствую. Слышу, да, мы рады вас тоже приветствовать, пожалуйста. Да, приветствую, уважаемые коллеги, благодарю за приглашение выступить на вашей конференции. Сейчас я с экрана запущу свою презентацию, и мы с вами начнем наш диалог взаимодействия. Так, по-моему, все получилось. Видно, все в порядке? Так, я сейчас модератора не слышу, она, видимо, уже отключила свой телефон и микрофон. Я думаю, что все в порядке. Татьяна Долгоненко, эксперт в области образовательных инноваций. Основное мое сейчас направление – это просветительская деятельность, работа. Занимаюсь обучением педагогов, родителей, психологов, специалистов в области образования. И основное, чем мне хотелось бы поделиться, теми образовательными инновациями, которые приобрела за очень большой опыт работы и в России, и за рубежом. И мой доклад называется так: «Инновации в обучении, повышающие его эффективность», или «Образование для счастья как основа нового образа жизни». Мы с вами живем в очень интересное время. И, наверное, я начну с того, что скажу очень банальные, простые фразы, но, тем не менее, вот мне хочется, чтобы мы еще раз с вами их прочувствовали, потому что, вот, на мой взгляд, это очень важно. Понимать, что образование – это та сфера, которая важна очень для жизни каждого отдельного человека и для жизни общества в целом. Вроде бы очень просто, все об этом знают, все это понимают, но, тем не менее, вот я всегда говорю на своих выступлениях, на конференциях, что образование – это то будущее, которое в наших руках сейчас. То есть мы с вами несем важнейшую функцию в обществе, важнейшую функцию для каждого отдельного человека, и это очень важно понимать, это очень важно чувствовать, и важно очень ответственно подходить к своей деятельности. И прежде чем говорить об инновациях образования, я начну, наверное, с того, что сейчас мы живем, как я уже сказала, в очень интересное время. В мире происходят масштабные, глобальнейшие изменения, и мы не можем это не учитывать при построении образовательных систем. Что сейчас происходит? Ну, начну с того, что роботизация и цифровизация процессов идет, да, то есть все, что можно заменить на роботы, это происходит, то есть человек сейчас, по сути, уже уходит из производственной сферы, роботизация, цифровизация приводит к тому, что 80% профессий исчезают и исчезнут в ближайшее время, наверное, еще больший процент.
И мы столкнемся с тем, что 85% людей останутся просто без работы. То есть это сейчас вот текущее состояние нашего действующего, да, положения в обществе. Это сейчас не просто слова. Вы знаете, что в мире идет процесс пандемии, да, и он запустил тоже отчасти вот все вот эти процессы, все изменения в обществе. Это то, с чем нам приходится сейчас сталкиваться, и эти процессы только начались. То есть в перспективе это все будет усиливаться. То есть еще разочек, да, роботизация, цифровизация, исчезают профессии просто в огромных количествах, да, заменяется работа людей на роботы. Это в первую очередь очень выгодно работодателям, которые сейчас в системе производства существуют. И мы столкнемся с тем, что да, действительно, старые профессии будут уходить, и люди будут оставаться не у дел. По сути, это уже происходит. По сути, этот процесс уже запустился, и бизнесы исчезают, и банкротятся люди, и остаются без каких-то опор, те, которые были для нас привычны. Это действительно так. И нам нужно просто смело, открыто смотреть в глаза этим изменениям и перестраивать систему образования. Что возникает, да, с другой стороны? Новые ценности сейчас у общества, тоже мы не можем это не сказать об этом. Общество идет от потребления материальных благ, потребления впечатлений к тому, чтобы главной ценностью признать творчество человека, раскрытие талантов, созидание. И нужно сказать о том, что образование сейчас – это та сфера, которая будет способствовать этому раскрытию. В общем-то, она и призвана была всегда способствовать. Просто мы немножко забыли и стали встраивать детей как винтики в экономическую систему. Да, Садхгуру недавно тоже об этом сказал, что мы должны изменить образование, чтобы наши дети были не очередными болтиками, винтиками, да, в системе экономической, которая разрушает жизнь на планете, а стали настоящими творцами, раскрыли свои истинные таланты и начали заниматься не потреблением, да, а начали заниматься созиданием. И вот система образования как раз-таки призвана к тому, чтобы помочь ребенку максимально раскрыть свои таланты, максимально раскрыть свои способности, для того, чтобы и самому чувствовать себя по-настоящему счастливым человеком, потому что только это дает нам возможность чувствовать настоящее счастье, когда мы раскрываем свои таланты и способности. И с другой стороны, такой человек максимально успешен, максимально эффективен в обществе. То есть он уже запускает такие интересные проекты, которые действительно нужны в этом мире. И нужно понимать сейчас, что огромную роль вот в этом процессе занимают педагоги. И я очень долгое время, почти 7 лет проработала в Финляндии, да, и могу сказать, что вот то, о чем я сейчас говорю, уже внедрено в Финляндии, уже эта система существует. Фокус на человека, как на огромное количество способностей и талантов. В каждом скрыто это, в каждом человеке это есть. Вот та уникальность, которую нужно раскрывать. И фокус на подготовку педагогов как людей, которые готовы, способны мыслить, работать по-новому и так смотреть на детей, чтобы максимально раскрывать эти таланты и способности. Инструментов на самом деле очень много для этого. И я вот как раз являюсь амбассадором международной организации 100, которая собрала огромное количество инноваций со всего мира, да, представила их на саммите. Инструментов для этого много, но ключевое здесь звено – это преподаватель, педагог, поэтому вот образование – это будущее, которое в наших руках, это не просто метафора, это не просто слова, это действительно так и есть. То есть зависит, насколько ребенок раскрывает свои таланты и способности от преподавателя, от человека, который определенным образом подготовлен. И вот сейчас, да, действительно, многие об этом говорят, что мы требуем от детей тех навыков, которые на самом деле отсутствуют у многих педагогов сейчас, а это навыки soft skills, да, навыки в сфере коммуникаций. И очень много, на самом деле, талантов и способностей именно вот в этом ключе, да. И педагоги, конечно же,
несут ключевую функцию, выполняют ключевую роль в этом процессе. Итак, резюмирую, да, вот эту часть выступления. На самом деле, когда я читаю курсы, это достаточно продолжительное время, но сейчас мы ограничены 30 минутами, поэтому я так буду резюме все-таки говорить. То есть изменения в мире неизбежны, эволюция у нас идет. Мы переходим от системы потребления к системе созидания, к раскрытию творчества, и творчество несет сейчас наивысшую ценность для человека. Творчество в плане созидания, созидания чего-то нового. Вроде бы всегда оно так и было, да, но сейчас новый виток. То есть людям уже не интересно заниматься потреблением материальных благ или впечатлений, интересно создавать новые проекты. Это может сделать только человек, который раскрыл в себе таланты. Но мало их раскрыть, да, если говорить о системе образования. Мало раскрыть свой талант, чему способствуют специально обученные педагоги. Очень важно детей научить ценить эти таланты, потому что часто ребенок не может дальше это все нести в мир просто потому, что он не понимает ценности своей. Вот очень важно обращать внимание на детей, на то, что в них заложено интересного, да, и помогать им это не только ценить, но и помогать им это воплощать в каких-то интересных конкретных проектах. И здесь на самом деле самый главный индикатор, да, что тоже присутствует в финской системе образования, индикатор, следовать за которым должен ребенок, да, и педагог, который идет вслед за ребенком, это радость. То есть мы можем отслеживать путь ребенка только по его внутреннему состоянию радости. Это тоже в финской системе присутствует, это внедрено. Когда ребенок чувствует настоящую радость, когда он чувствует настоящее счастье в своего воплощения, это самое главное, это самый главный его индикатор направления истинности на пути. И когда раскрывает ребенок таланты, а я всегда преподавателям говорю, что нет объективного списка талантов и способностей у каждого человека. Каждый человек уникален, и это точка. В каждом человеке есть зернышко, которому надо раскрыться и начать прорастать, и прорастать очень ценными плодами. Это есть в каждом абсолютно ребенке, и если в каком-то ребенке этого нет, я считаю, что просто учитель не нашел к нему подхода, к этому ребенку. Так вот, самое главное – раскрывать, способствовать раскрытию талантов, научить детей ценить эти таланты, видеть их, да, давать им обратную связь, потому что как они могут без поддержки, без нашей опоры научиться это все ценить. И, что самое главное, вот сейчас основная инновация в образовании – это проектная деятельность. Научиться воплощать свой талант в конкретном проекте. И на самом деле возраст детства, юности – это очень классное время для того, чтобы свои таланты вот эти в проектной деятельности прокачать. Потому что как происходит в жизни? В жизни заканчивается обучение, человек устраивается на работу, потом он хочет какой-то свой проект, и только 11-й по статистике становится эффективным. И не у всех хватает терпения, воли и сил, чтобы дойти до этого 11-го проекта, который получится. А вот школьные годы – очень классное время, когда у детей нет забот, когда они могут в это все играть. Вот. И одна из наших, кстати, инноваций – это платформа, которую мы сейчас формируем, платформа для проектной деятельности. И тоже ключевое звено в этой платформе – это педагог. Я не верю в онлайн-обучение полностью, да, я понимаю, что не будет такого, что будут только машины или только какие-то технологии обучать человека. Нет, я думаю, что однозначно очень важны люди, именно взаимодействие человека с человеком. Поэтому нужны вот такие педагоги, которые вдохновлены, которые так смотрят на ребенка с желанием раскрыть его талант, раскрыть его способности, не просто самоутвердиться и не загнобить этого юного человека, который только-только вступает, да, в эту жизнь, а действительно из искреннего интереса к нему, из желания узнать, что же там в нем такого скрыто интересного, начинает так смотреть, что он раскрывается, да, раскрывает свои таланты. И вы такие примеры наверняка все знаете, потому что вот представьте, ребенок от одного переходит учителя, да, к другому, с одним он раскрывает свои таланты, а с другим наоборот, все его
таланты заглушаются. Вот я убеждена, уверена, это испробовано на практике, когда учитель с огромной любовью, с огромным вниманием, с желанием узнать про ребенка, да, какие в нем таланты и способности, так смотрит, то даже меняются диагнозы, даже перестраиваются какое-то проблемное поведение у ребенка. И у меня таких, на самом деле, примеров в практике очень много. Да, когда приходит мальчик, ему ставят умственную отсталость, задержку развития. А когда я с ним начинаю работать, я вижу, что он на самом деле просто очень быстро все выполняет и в тетрадь уже не записывает. Ему неинтересно. Он на листочек посмотрел, он для себя уже все решил, все сделал, а писать ему уже неинтересно. На этом основании педагоги делают вывод о том, что он не обучаем. А на самом деле, когда мы начинаем с ним разговаривать, он показывает, что он обладает невероятными просто способностями. И когда уже мы дали обратную связь учителю, да, и школьному психологу, это в Финляндии было, то его просто перевели на классы повыше и стали давать более сложные задания. Дети сейчас невероятно талантливые, у них огромное количество идей, у них огромное количество очень классных проектов. Они невероятно талантливы как раз-таки вот в этих навыках коммуникации, soft skills, у которых у нас не было, навыки взаимодействия друг с другом, навыки вдохновения друг друга, генерирование каких-то идей, потому что номер один, да, Всемирный экономический форум в Давосе опубликовал, что самое главное – это генерирование идей, имеющих ценность в обществе. Вот как раз-таки дети это умеют. То есть я считаю, что не мы должны детей обучать, а нам нужно до них сейчас подтянуться. И вот это на самом деле очень важные вещи. То есть педагог, да, как мы проводим обучение, выступает как эффективный наблюдатель. Педагог нового поколения – это эффективный наблюдатель. Что это значит? Он вдохновляет, да, детей, потому что когда человек вдохновлен, он может творить и изучать очень-очень многое. Он наблюдает так детей с позиции, что у него уникальность, как он сейчас это все раскроет. Преподаватель носит характер уже такого модератора процесса, и это на самом деле тоже очень важный момент. То есть он не носитель знаний, как это было раньше, а он дает ребенку возможность раскрыться, а сам просто наблюдает, модерирует этот процесс. То есть как можно больше инициативы отдавать детям. И вот на самом деле я много могу говорить об инструментах, да, как я уже сказала, образовательные инновации я знаю многие, вот. Но основная инновация в образовании, которая повышает его эффективность в разы, это проектная деятельность. Это признано мировой образовательной инновацией, именно воплощение, раскрытие своих талантов, раскрытие своих способностей, своей уникальности, воплощение в проектной деятельности. Вот это сейчас просто вот самое-самое передовое, что есть на планете. Вот, знаю это, да, и об этом говорю на всех форумах и обучаю преподавателей этому. То есть самое главное – дать возможность ребенку почерпнуть такую идею, какую-то из своего таланта, да, помочь эту идею начать воплощать в проектных группах. И если даже большие классы, вот меня часто спрашивают, что если класс там 20, 25, 30 человек, можно объединять детей в такие мини-группы. 4-6 человек – это очень такое приятное для взаимодействия сообщества детское, очень эффективно там работа в небольших проектных группах. И дать возможность детям попробовать. Что касается таких фундаментальных знаний, тоже часто задают вопросы, просто их изучать. Вот сейчас нет особого смысла, потому что сейчас мы одним кликом на компьютере можем добыть любые знания из разных областей. Но когда ребенок не просто изучает знания, а берет те знания, которые ему нужны для реализации конкретного проекта, это получается очень эффективно, потому что дети, ну, во-первых, они учатся сами эти знания добывать, да, мы не можем хранить в памяти весь объем, который нам будет нужен, и мы на самом деле не знаем, что будет нужно, даже нам через 2-3 года, не говоря уже о детях, которым жить там через 10, через 15 лет. Мы не знаем, какие знания на самом деле им потребуются. Но вот этот навык поиска нужной информации, нужных знаний
и навык применения этих знаний в проекте в конкретном, вот это очень важный навык. Навык взаимодействия друг с другом, да, не в конкуренции, а в сотворчестве, в сорадовании, в поддержке друг друга, во взаимодействии эффективном друг с другом. И здесь очень важен педагог, который будет видеть, так, вот этот ребенок, он вдохновляет всех на процесс, вот этот ребенок, допустим, какие-то инженерные закрывает, да, для осуществления этого проекта, решения придумывает или находит какие-то знания. Вот этот ребенок больше творческий, да, он может делать презентацию по проекту, которую тоже можно в разных, на самом деле, представить форматах. И вот таким образом дети просто тренируются вот в этой проектной деятельности. И сейчас мы говорим, что уникальность на самом деле носит динамический характер. Вот это очень классно. То есть не просто что-то одно он открывает, какой-то один талант и какую-то одну способность на всю оставшуюся жизнь, а он просто как бы вот пробует себя в одном, в другом и раскрывается гранями талантов, потому что он может сегодня попробовать одно, завтра другое, послезавтра третье, но самое главное, что он раскрывает свои таланты, самое главное, что он учится их ценить, он учится их применять, он наблюдатель за собой, он наблюдает, как он может еще что-то другое попробовать. И вот когда в детском возрасте это происходит, тогда мы, не зная на самом деле завтрашний день и не зная на самом деле, какие нужны знания, сейчас все опоры абсолютно рушатся, да, в связи с ситуацией в мире, мы можем сказать, что такой ребенок вырастет успешным, счастливым, он будет понимать себя, то есть самое главное образование – это что? Понять себя, на что ты способен, что ты можешь, как ты можешь это все воплощать. И я могу сказать, что на самом деле и в 8 лет, и в 10, и в 12, и в 14 дети могут запускать проекты. Вот как одна моя ученица, да, в 8 лет она создала сказку, заключила контракт со шведской кинокомпанией, снимают сейчас по этой сказке многосерийный мультипликационный фильм. То есть ребенок в 8 лет уже проявлен в этот мир, уже мир его принял, да, его талант, его способности. Вот. И это сейчас возможно для всех детей. Было бы желание у преподавателей вот таким образом работать с детьми, так на них смотреть, так помогать им в своем воплощении, потому что дети очень классные. Сейчас просто невероятное количество талантов, способностей, очень много идей, только нужно дать им инициативу, дать им возможность творить, как они хотят. И здесь вот мы с вами несем ключевую на самом деле роль, ключевую функцию, и как наблюдатели талантов, и как ценители талантов, и как помогатели воплощения этих талантов, модераторы, да, вот этих всех процессов. То есть педагог сейчас смещается миссия преподавателя, то есть уже не носитель знаний, а такой человек, который просто вот берет, да, и сопровождает, помогая ему, ребенку, становиться все более и более эффективным, и на самом деле в разном возрасте это может случиться. Итак, вот еще раз, да, завершая уже свое выступление, могу сказать, что сейчас все будет меняться. Образование – это фундамент для нового образа жизни не потребления, но созидания, истинного творчества, творчества из состояния радости, из состояния счастья, из состояния наполненности, да, а не из состояния страха. То есть мы же часто очень идем на работу там или чем-то занимаемся, потому что боимся за завтрашний день, переживаем. Все это уходит в прошлое. Сейчас помочь ребенку радоваться в детстве, посмотреть, как из этой радости он будет раскрываться, какие в нем будут раскрываться таланты, он будет предъявлять миру свои интереснейшие проекты, и это уже воплощено отчасти в Финляндии, да, вы знаете, финская система одна из лучших в мире, и сейчас шагает по планете такими семимильными шагами, очень многие изучают эту систему. Человек сейчас готовится не как винтик в системе производства потребления, а раскрывается как настоящий творец, как настоящий создатель для своего собственного счастья.
для своей собственной радости, для своего воплощения, да, на этой земле. Но и как раз-таки обществу требуются вот новые какие-то интересные проекты, которые будут не уничтожать планету, да, и человека вместе с ней, а которые будут действительно помогать тому, что и общество будет тоже меняться. Не в системе производства и потребления, да, будет работать, а в системе созидания для собственного счастья на благо всех членов общества. Образовательный процесс в основе, фундамент этого всего, открытие и применение талантов в реальных проектах, а не заучивание знаний, да, это сейчас основная инновация мировая, которая признана самой эффективной в работе с детьми. И педагоги нового поколения – это не носители знаний, а эффективные наблюдатели, которые из интереса, любви, внимания воплощают, открывают таланты в детях, желают, несмотря ни на какие детские проявления, увидеть эти таланты, помогают детям это все попробовать, применить, воплотить, и тогда уже можно говорить об эффективности системы образования и изменения общества к более счастливому, что, в общем-то, сейчас мы наблюдаем и в Финляндии номер один. То есть новое общество – это, конечно, счастливые люди в своем творческом потоке, а не только потребители. И вот такой у нас слоган, да, нашей организации Global Planet – это организация, которая объединяет те образовательные учреждения, которые поддерживают такой подход. Основные слоганы: образование для счастья. То есть мы живем с вами для счастья, для радости, для жизни, да, а помогает нам это чувствовать по-настоящему наше истинное настоящее творчество. И, конечно, в основе всего огромная любовь к детям. Ни в коем случае не баллы, ни в коем случае не какие-то системы. Вот. Самое главное – это истинная любовь к детям. Из истинной любви к детям мы желаем им счастья. А счастливы они будут тогда, когда будут раскрывать свои таланты. Благодарю за внимание. Я жду ваших вопросов. Меня слышно? Да, слышно. Татьяна Викторовна, тут да. Вот я читаю в чате вопросы, обратите на них тоже внимание. Вопросы, и желательно, чтобы успели ответить на большинство. Хорошо, то есть мне с собой, да, в чате? Угу. Но я могу прочитать вам, если хотите. Не-не-не, хорошо, я посмотрю. Да, просмотрите. Вот. Ага. Сколько времени занимает подготовка онлайн-урока? Да, вопрос такой. На самом деле все зависит от квалификации преподавателя. Иногда требуется очень много времени, иногда требуется буквально несколько минут, да. Но на самом деле, когда преподаватель подготовлен определенным образом, и вот как написано в финском, да, в финской методике, подходе, что там самое главное подготовить так преподавателя, чтобы он в творческом потоке под конкретную ситуацию с конкретными детьми создавал ту методику, которая будет эффективна в данный момент. То есть, когда у преподавателя определенное сознание, и он в творчестве придумывает на ходу, то, может быть, даже ему и подготовки не требуется. Вот еще вопрос. Да, я читаю. Проектная деятельность. Да. Вы знаете, сейчас я выступала на форуме «Образование 2020», и могу сказать, что проектная деятельность внедрена как основная, уже, да, как одна из основных при проведении обычных уроков на обычных дисциплинах. Просто позволяют детям еще использовать знания из разных дисциплин, то есть используют междисциплинарный подход, и те же самые знания ребенок получает только через проекты. Но могу таких примеров очень много привести, начиная от химии, физики, заканчивая
предметами, там, допустим, кулинария, да, хозяйственная деятельность. То есть это все можно тоже давать детям через проекты. Ну, даже, например, выпечь булочки, ну, такой самый простой пример. Ведь можно рассказать, когда появились эти булочки, да, то есть и историю применить, и рецепты, и химию тут посмотреть, да, и физические процессы, как это все протекает. То есть сейчас очень много учителей, педагогов ведут обычные уроки, обычные дисциплины, но через проекты. Это детям гораздо интереснее. Особенно интересно, когда объединяются несколько педагогов и придумывают проекты. То есть даже в обычной деятельности это вполне может быть применимо, потому что я вот читаю курсы для преподавателей общеобразовательных школ, для целых коллективов школ, и дают обратную связь, что да, действительно это можно использовать. Смысл, смотрите, в том, чтобы с разных сторон посмотреть на что-то одно. Ведь у нас же нет в нашей жизни отдельной химии, отдельно физики, отдельно биологии. Мы это все применяем вместе. И когда дети начинают использовать в решении какой-то задачи, да, или изучая какую-то тему знаний из разных дисциплин, это все обогащает. Или, например, вот такой пример, да, не простой, не про булочки, а про экономику. Допустим, сравнительный анализ скандинавских стран по всем показателям. То есть не только изучить Данию, Норвегию, Швецию, Финляндию, но и сопоставить экономики этих стран, климатические условия, человеческие ресурсы и так далее. То есть ребенок уже учится мыслить более глобально, более масштабно, то есть находит сам информацию, создает презентацию, использует знания из разных областей. А задача может быть такая, что, например, предпринимателю оценить, где наиболее выгодно, наиболее успешно он может осуществлять предпринимательскую деятельность. Предположим, очень простая, обычная задача, но благодаря тому, что он решает эту задачу простую, да, где выгоднее, да, удобнее открыть, например, компанию, но он изучает экономику, климат, социальные структуры, экономические структуры, правовую базу разных стран. То есть вот тоже такой пример. И это можно сделать на любом уроке. На уроке географии, можно сделать на уроке экономики. Татьяна Викторовна, вот тут еще один вопрос, Да. хочу обратить ваше внимание. Это Елена, слушатель. Возможно ли качественная начальная школа в онлайн? Как вы думаете, возможно совмещать классический урок и урок онлайн? Я думаю, чтобы идти что... в ногу со временем написано. Да. Но на самом деле онлайн тоже, конечно, можно совмещать, все это делать вместе. Сейчас преподаватели говорят о том, что вообще программу, на самом деле, школьную, профессиональные педагоги могут преподнести за 2-3 часа в неделю. Тут речь идет о начальной школе. Да. Вопросе. В начальной школе. Сейчас тогда еще разочек, можно вопрос? Еще раз. Возможно ли качественная начальная школа в онлайн? Как вы думаете, возможно ли совмещать классический урок и урок онлайн? Я думаю, что вот совсем в онлайн я бы не стала уходить, потому что детям все-таки нужно коммуникации, и особенно в начальной школе очень важен контакт с учителем. То есть, 50/50. Все-таки онлайн-формат, он очень классный, но было бы здорово, чтобы, если бы еще было и взаимодействие с педагогом, особенно в начальной школе. Вот еще пишут, да, одним кликом в интернете знания не появляются, не надо путать знания и информацию, которая легко теряется со следующим кликом. На самом деле научиться находить, и сейчас дети это умеют очень хорошо, научиться находить какие-то решения под конкретную задачу, и даже критически осмысливать ту информацию, которая предлагается, это тоже важнейший навык, потому что информации сейчас море, можно в этом утонуть. То есть критически на это смотреть – это тоже важнейший навык, который можно дать через проектную деятельность. Вот. И на самом деле все зависит от того, для какой сферы мы применяем, потому что даже та же геометрия для постройки дома, проекта в масштабе планеты и геометрия в масштабе Вселенной – это совершенно разная геометрия, да, вы знаете об этом, геометрия Римана, Лобачевского и так далее. Вот, то есть здесь еще важно вот что, может быть, не всегда детям даже находить эти знания, смотреть широко, чтобы они вообще что-то новое, свое, интересное в этом процессе предлагали. То есть и тот навык очень важен. Может быть, он откроет что-то новое. Как убедить ребенка не бояться в мире, где не нужен будет человек среди роботов? Человек будет нужен, потому что роботы несут механические абсолютно действия, функции, а у человека есть чувства.
и из этих чувств он может творить просто невероятные проекты. Вот, поэтому здесь никогда роботы не заменят человека. Просто они заменят там, где они могут заменить, да, в конкретных каких-то там функций, а человек высвобождается для истинного своего проявления, своих истинных талантов и своего творчества. Программы, вы знаете, программы, и вот сейчас задают вопрос, конкретные программы. Программы тоже творит человек, творит педагог, который может придумывать очень-очень разное. Вот я работала в центрах, преподаватели мои сами придумывали программы, как они чувствовали, как они считали нужным, важным для детей. Когда человек вдохновлен, когда он творит то, что ему нравится, он может придумывать самые невероятные программы и... Более того, в обычную канву вносить, в обычный творческий процесс вносить такие очень интересные какие-то идеи, это будет только обогащать ребенка, школу. Конечно, в традиционной, может быть, школе более ограниченный формат, но возникают новые школы, инновационные, творческие студии переходят уже в разряд школ. Вот это, конечно, очень интересно. Как воспитательный процесс вести дистанционно? Но на самом деле, что такое воспитательный процесс? Тоже нужно смотреть, да, в каких категориях мы с вами мыслим. Вот. Если воспитание с точки зрения раскрытия талантов, можно и удаленно вести. То есть вот сейчас, в принципе, с детьми мы общаемся, у меня есть, да, онлайн мои группы с детьми, и... Что подразумевать под воспитанием? Воспитание, вот на мой взгляд, да, это чувствовать, научить ребенка чувствовать себя, научить ребенка чувствовать настоящую радость, вдохновение и счастье, и тогда не будет никаких даже социальных проблем на самом деле. Вот. Ну и так, в общем-то, многие социальные структуры разных стран на этом основываются, да, Ирландия, Исландия. Самая востребованная профессия в мире сегодня и завтра – это педагог. Подписываюсь. Согласна, потому что вот педагог, который умеет раскрывать таланты, который смотрит так на ребенка, что вдохновляет его творить, вот это самое главное, потому что все остальное, все остальные проблемы решаются просто вот между делом. И со здоровьем, и со взаимоотношениями, и с финансами, когда человек занимается тем, что несет в мир свой талант. Он при этом счастлив, все у него в жизни замечательно, все хорошо. Так, вот тут пожелание от Саиды Жвани. Спасибо за ваше выступление, за то, чем делитесь. Ваши пожелания педагогам, которые не владеют гибкими навыками. Татьяна Викторовна, спасибо вам большое. Вы еще что-то хотели сказать? Я думала, что это вопрос. Ваши пожелания педагогам, которые не владеют гибкими навыками. Но учиться никогда не поздно. Ваше пожелание, да, это вопрос. Да, учиться никогда не поздно, я так считаю. Я желаю всем успехов, вдохновения, и действительно мы с вами делаем большое дело. Просто прочувствовать нашу ответственность и нашу значимость вообще в обществе для каждого человека. Вот очень хочется, чтобы все-таки общество осознала, что самая главная профессия – это педагог, самая главная профессия – это учитель. Без этого дальше никуда. И вот это вот, наверное, ключевое, что я сейчас говорю, что самое ценное, что сейчас есть, это педагоги, которые раскрывают таланты, и нам самим тоже не нужно обесценивать свою деятельность, чувствовать себя на высоте. Всем желаю успехов, удачи и спасибо за внимание. Буду слушать других. Спасибо большое, Татьяна Викторовна, еще раз. Вы видите, ваша тема как бы задела наших слушателей, и вопросы тут вот у нас их много оказалось, потому что всех это тревожит, многие учителя без опыта, я еще раз повторяю. Тут в одном вопросе было, что сделать, чтобы не боялись дети и родители. Мне кажется, надо начать, что сделать, чтобы не боялся учитель. Все эти новшества, да, я так думаю, это правда мое мнение, потому что все самое прогрессивное в общество вступало благодаря учителям, если вспомнить нашу историю. Учителя были как бы, они, ну я еще раз повторю, они продвигали все самое прогрессивное. Спасибо вам еще раз. Так, благодарю. Хочу напомнить нашим слушателям, что презентация нашего спикера Татьяны Викторовны будет висеть на YouTube-канале.
Кто пожелает, может ее скинуть еще раз себе или просмотреть. Спасибо, всего хорошего. Так, теперь хочу напомнить нашим слушателям, я там в чате, правда, написала, в самом начале стали спрашивать по поводу пазлов с буквами. Значит, пусть никто не волнуется, пропущенную букву с прошлого дня, со вчерашнего дня, из-за того, что не было презентации, мы попросили другого спикера разместить у себя в демонстрации. Поэтому буквы мы не растеряем. Но наша цель, как бы, получить полезное с приятным. Я прошу не только собирать буквы, но и внимательно слушать докладчиков. Теперь приступим, еще раз перейдем к нашей программе. Следующий спикер – Заболоев Артем Анатольевич, парный и семейный психолог, психоаналитик, аналитический психолог, песочный терапевт, педагог, директор школы детского развития «Дошколята», директор психологического центра «Академия семьи». Это дошкольное образование. Артем Анатольевич, вы меня слышите? Да, я слышу вас прекрасно. Как слышите вы меня вы? И вижу. Да, очень хорошо. Отлично. Видно и слышно. Хорошо. Прошу вас. Я специально сегодня в наушниках. Ну, я бы немножечко поправил чуть-чуть капельку тему своего выступления, потому что все-таки у меня больше не дошкольная, а все-таки, наверное, семейная. Я сейчас вот сидел и думал, и, наверное, все-таки семейная, потому что все, кто здесь сидит перед экраном, наверняка это будет тема интересная, потому что я буду говорить о семьях и о том влиянии семьи на образовательные и другие воспитательные развивающие процессы, которые происходят в нашем обществе, в наших семьях. Ну, вообще-то я с Абхазией знаком давно, ровно 40 лет назад я был в Гаграх. И вот буквально этим летом я тоже оказался в Гаграх и Пицунде, вот буквально прошло уже 40 лет, и до сих пор у меня теплые воспоминания об этой республике, и очень здорово, что я там побывал. Надеюсь, это не последняя моя встреча с вами, уважаемые коллеги. Я правильно понимаю, что я могу запустить демонстрацию через свой компьютер, да? Да. Ага, сейчас я сделаю это. Дай демонстрацию, потом все. А то мне сейчас не слышно будет. Так, я запускаю. Получилось? Кам, у вас не слышно? Демонстрация видна? Все, видно. Тогда я поехал работать. Хорошо. Итак, мы сегодня с вами поговорим на тему семейная психогигиена или как вырастить счастливого, здорового ребенка. На самом деле, когда я начинал готовить эту тему примерно лет 5-6 назад, я сначала обнаружил на страницах Facebook, Instagram и других социальных сетей достаточно часто известную фразу от родителей, которые говорят о том, как справиться с тем, что ребенок нас сводит с ума. И эта фраза меня очень сильно зацепила, потому что, в принципе, я понимаю, что ребенок не может сводить с ума любого родителя, если к этому родитель сам ребенка не подготовил. Я просто пыталась подключиться, сейчас подключилась, я буду чуть-чуть позже рассказывать. Я слышу чей-то микрофон, пожалуйста, отключите микрофоны. Вы по Zoom? Да. Коллеги, вас слышно в общей конференции, пожалуйста, отключитесь. Спасибо. Угу. И поэтому я решил сделать так, чтобы перевернуть немножко информацию и рассказать о том, как мы можем сводить ребенка с ума, мы это взрослые, соответственно, да, и как этого лучше не допускать. На самом деле на тему семейных консультаций, семейного воспитания у меня достаточно много полезной информации. На моей страничке можете потом обнаружить, почитать все, что вам интересно будет. Ну и даже есть 2 книжки, которые вы можете также скачать или заказать в онлайн-изданиях, которые также есть. Ну, это небольшая информация обо мне. Здесь вот уже написана информация, кто я, что я, чем я занимаюсь, как давно все это провожу и так далее. Ну и, соответственно, я уже начинаю сам процесс. Итак, семья – это биосистема, она создается, чтобы выживать. Это в основном так и есть на самом деле. У нее есть, конечно, и романтическая роль, но она не занимает основную главную позицию в развитии семейных отношений. Основная роль как раз именно выживать. И есть выделение таких функций семейных, как адаптация к жизни в обществе, социализация, где мы выполняем нормы, законы, учимся эти нормы и законы выполнять. Происходит в семье удовлетворение, конечно же, базовых потребностей, таких как сексуальный комфорт,
комфортных, нарциссических привязанностях, любви, уважения, ну и так далее. И вот это мы часто встречаемся с этими процессами, когда к нам приходят пары, семьи, где есть некие другие функции семейные, где мы видим дисфункции семейные. Как же они появляются, как они происходят, от чего они возникают, об этом сегодня мы как раз и будем говорить. Ну, мы говорим о том, что семья – это система, и в этой системе есть непосредственно иерархия, где есть авторитет, есть доминирование, где есть власть, которую кто-то берет на себя или кто-то специально отдает для чего-то и так далее, где есть границы внутренние, внешние, межличностные, где есть сплоченность или, наоборот, разобщенность, ну и так далее. И когда я говорю о границах, я часто спрашиваю родителей о том, как выстроены границы в вашей семье. Часто мне приходится выступать на родительских собраниях, на семинарах, на конференциях для психологов, педагогов, родителей. И даже в своем кабинете я всегда задаю первый вопрос после того, как познакомлюсь с родителями или супружеской парой, где есть проблемы в семье у ребенка. Например, ко мне приводят ребенка, или одного, или двоих, у них есть проблема в том, что ребенок, например, не хочет учиться. Или у ребенка есть отсутствие мотивации к обучению. Или у него есть очень агрессивные тенденции к выражению этих тенденций на кого-то из членов семьи или на одноклассников. Или, например, у ребенка НРС, или вырывание волос, или грызение ногтей. Первый вопрос, который я всегда задаю после того, как я познакомился с семьей, он звучит очень просто. Где спит ваш ребенок? Эта фраза или этот ответ на этот вопрос позволяет мне понять, есть ли граница в семье. Как только я слышу фразу, что ребенок спит с нами или с кем-то из взрослых членов семьи, скорее всего, я понимаю то, что разрушенность границ не позволяет ребенку сформировать свое понимание своей психики, своих физических границ, психологических, и, естественно, отсюда могут быть различного рода нарушения. Второй момент, который я говорю о границах, это, конечно же, неумение выставлять эти границы кем? Взрослыми людьми, прежде всего, то есть родителями, которые не знают, как правильно сделать договоренности, как правильно поставить границы по отношению к своим детям. И я, конечно, у родителей спрашиваю, как вы эти границы понимаете в своей семье? Есть ли у вас такое понимание даже того, что на туалетах и ваннах должны быть замочки, щелочки, что вы должны ходить не в нижнем белье перед ребенком, а в одежде в нормальной, в человеческой, и также не допускать, чтобы ребенок ходил голышом перед вами. Когда я эти вопросы задаю родителям, многие родители, практически 98-99% говорят, а у нас так в семье принято. И тогда я задаю вопрос, а кем это принято в семье? Чаще всего звучит, естественно, мамами и папами, то есть теми взрослыми людьми, которые сформировали семью. Может ли ответственность ребенок взять за родителей на то, что происходит в семье? Конечно же нет. А раз ему это как бы внедряется, интроицируется в его психику, возможно, он будет страдать от этого, переживать. Потому что как только границы точнее, накапливается напряжение внутреннего ребенка, которое нужно обязательно куда-то слить. Куда сливает ребенок напряжение? Как правило, это на свою собственную аутоагрессию, и начинается что? Начинается или вырывание волос, или грызение ногтей, или наколки всякие, татуировки и так далее, прокалывание, порезы и так далее. Или агрессия сливается из-за того, что напряжение внутреннее растет на тех людей, которые находятся рядом. Это или одноклассники, или родители, или какие-нибудь там родственники, друзья, товарищи и так далее. Потому что напряжение слить надо. Ребенок не выдерживает напряжения, и, соответственно, ему нужно это сделать. Я бы хотел вам предложить такое упражнение. Если хотите, прямо сейчас со мной можете сделать его, нарисовать свою семью в действии. Или можете сделать чуть позже, после нашей конференции, когда все закончится и уже будет вам полегче с этим справиться с заданием. Что делают все члены семьи на вашем рисунке? То есть вы можете нарисовать именно кинетический рисунок семьи и посмотреть, чем они занимаются. А потом задать себе несколько вопросов. Например, насколько комфортно каждому члену семьи, то есть маме, папе, маме, там, сестре, брату, мне и так далее. Насколько комфортно вообще всей семье быть вместе. И что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию. И нарисовать второй рисунок, это потребуется для этого новый лист бумаги, нарисовать идеальную картину своей семьи. А что мы делаем или могли бы сделать, если бы мы фантазировали о том, что наша семья теперь идеальная. Вот такие упражнения достаточно легкие, простые, они делаются за несколько минут. Я делаю на одном из своих семинаров анализ детей, рисунков подростков и взрослых, сочетание двух упражнений этого и еще «Моя семья в детстве», когда мне было 5 лет. Тоже очень интересное упражнение. И мы сравниваем две эти картинки, что изменилось и какой сценарий был заложен в детстве в нашей родительской семье и как он сейчас реализовался в моей уже семье, да, непосредственно.
Далее, продолжая, я бы хотел вспомнить про Вирджинию Сатир, являющуюся одной из самых лучших, на мой взгляд, специалистов по семейной терапии. Она описала такие семейные роли, как миротворец, козел отпущения, обвинитель. И в результате клинического опыта она пришла к выводу, что лечить нужно всю семью в целом, поскольку психические нарушения являются следствием нарушенного интерперсонального взаимодействия. И когда мы встречаемся с семьей в кабинете семейного психолога, например, да, мы понимаем, что есть некие роли, которые уже прикреплены к каждому члену семьи. Разобраться в этих ролях, понять, кто какую роль исполняет в семье, и работать с этими, возможно, какими-то неправильными паттернами или ролями – одна из задач нашей работы семейного психолога в частности. Вот этот слайд, видимо, о той самой агрессии, да, о которой мы говорим. Но, на мой взгляд, и на взгляд многих психологов, не бывает плохих детей, есть дети, которым плохо. И поэтому они могут выражать вот такую агрессию за счет того, что они могут страдать и душевно переживать некие травмы психические, которые у них есть. И многие специалисты склонны считать, что когда мы, взрослые или наши дети, наносят себе травмы физические, проколы, порезы или что-то там делают, какие-то травматические себе события устраивают неожиданные, да, или, может быть, бессознательные какие-то, или инвалидизируются и так далее. Скорее всего, возможно, идет или такое бессознательное наказание себя за что-то, или второй момент, вероятнее всего, что это снимание некого напряжения душевного на физическое тело, чтобы душа не так сильно страдала. Страдание физическое пережить можно легче, чем душевное страдание. Мне очень нравится доктор Комаровский, я не знаю, как вам, я его просто обожаю, особенно высказывания, какие он говорил, все знают, как делать детей, но не знают, что с ними делать потом. И на фоне этого высказывания я свое придумал тоже, оно звучит немножко по-другому. В книжке, которую я вот здесь хотел показать, вот в одной из этих книжек оно есть. Я пока не буду говорить, какое, потому что оно очень интересное, но тем не менее. Вот, может быть, есть время, в конце останется, я скажу, поделюсь. Я не случайно нарисовал, точнее, сделал вот этот слайд для того, чтобы мы понимали о том, что происходит с нашими детьми, с нашими подростками, когда родители жалуются на своих детей и говорят, что у моего ребенка есть некий такой симптом. Имеется в виду симптом – это то, что, с чем приходит к нам, к психологам, к психоаналитикам, семейным терапевтам наши родители, наши клиенты и говорят: вот у моего ребенка там плохое поведение, вот мой ребенок отказывается от еды, вот мой ребенок не может дружить и так далее. И я всегда родителям показываю эту картинку и объясняю, что симптом – это верхняя часть айсберга. Если мы предполагаем, что мы с ним сейчас будем работать и снимать этот симптом, то давайте представим, что произойдет дальше. Каким-то образом волшебным или не волшебным, профессиональным, я уберу этот симптом с ребенком, который там накопился симптом за какое-то продолжительное время. А вот здесь едет какой-то корабль или катер, ну, что-то такое. И вот этот корабль это некая социальная структура, это может быть школа, детский сад, институт и так далее, и едет прямо навстречу этого айсберга и не видит вот эту верхушку. И он, конечно же, со временем может столкнуться с этой глыбой, огромной глыбой льда, и просто развалиться. Причем как сама социальная структура может развалиться, так и та психика человека, которая сформировала вот данный симптом. Поэтому я напрямую с симптомом никогда не работаю. Мы работаем с симптомом совершенно другим образом, работая и излечивая душу человека, душой психолога, да, то есть у нас свой анализ есть у многих психологов, свой терапевтический процесс, свои супервизии и так далее. И благодаря тому, что мы работаем профессионально, ну, надеюсь я на это, и, соответственно, мы не работаем с симптомом, не подрывая психику ребенка. Для меня, как психоаналитика, симптом – это некий костыль, на который опирается ребенок, чтобы не развалиться. Ну, не только ребенок, у любого человека может быть симптом какой-то, да, это костыль, который удерживает психику в состоянии равновесия. Значит, для чего-то этот симптом нужен. Часто меня спрашивают родители: вот у моего ребенка такая-такая проблема. Я всегда задаю вопрос: почему мы можем найти? Но нам важно не это. Нам надо понять, зачем данный симптом этой семье. Вот буквально позавчера мне позвонила одна мама, спросила меня, принимаю ли я в кабинете. Я говорю: да, конечно. У нас, говорит, сложная ситуация, состояние развода. Ну, таких семей очень много сейчас. Состояние развода, мы хотим к вам прийти на консультацию. Я говорю: пожалуйста, есть ли у ребенка какие-то проблемы? Да, вот сейчас мы только заговорили о том, что мы должны с мужем разводиться, и вдруг у ребенка начало проявляться что-то такое непонятное в здоровье. Мы его сводили буквально позавчера, говорит,
на МРТ и выявили, что у ребенка опухоль головного мозга. Я говорю, вы знаете, как все эти болячки, все эти болезни, они могут быть для того, чтобы стабилизировать отношения родителей, и, скорее всего, это то, что происходит между вами. Давайте будем разбираться, будем снимать это напряжение семейное, да, чтобы ребенок смог, не чувствуя вины и не чувствуя обязательств по отношению к своим родителям, что он должен сплотить семью, чтобы не было развода, да, будем работать с вами вместе. Ну, вот они записались на какую-то там следующую среду. Нормы и правила семьи. Мы говорим, когда о нормах и правилах, мы говорим о том, что в некоторых семьях бывает полное или частичное отсутствие правил. Жесткие стереотипные правила бывают с угрозой наказания. Я лично не работаю с семьями, которые производят насилие в семье, там, где спят со своими детьми, сразу отказываюсь работать, если они не готовы. И, соответственно, если есть физическое наказание или институционные какие-то проявления, или психологическое насилие. Я говорю, что если вы готовы работать, да, мы объединяемся не против меня, а против решения проблемы, на решение проблемы, и работаем с этим. Также есть такое понятие, как двойные стандарты, ну, например, что мужчине можно, женщине нельзя. Также есть двойные послания, это очень интересный процесс, когда, мы чуть позже затронем, когда в одном предложении содержатся два совершенно противоположных послания. Например, первая тема одна звучит, а вторая звучит как бы второе. Ну, я чуть позже объясню, что это такое. И девиантные ценности, например, других нужно запугивать, чтобы тебя уважали. Это тоже некоторые нормы и правила в семье существуют. К сожалению, не все эти правила далеко, понятно, правильные, да, они многие, конечно же, безумно построены, но, к сожалению, так многие живут, и с этим как-то надо, наверное, что-то делать. Я предлагаю сделать второе упражнение, записать, сколько правил должно быть у каждого члена семьи. Вы можете ответить на этот вопрос. Хотите в чате, хотите для себя. Я сейчас пока чат не вижу, потом чуть позже присоединюсь к чату и посмотрю, что вы написали. Вот. Ну, вопрос, конечно, с подвохом. Здесь все может быть у всех по-разному. Ну, буквально несколько секунд. Напишите 1, 2, 3, 5 или 10. Как по вашему мнению? На мой взгляд, конечно же, правил может быть столько, сколько удобно вам, вашей семье, но обычно я использую только одно правило в работе с семьями, и в своей семье также мы стараемся это правило поддерживаться. Да? Правило звучит у меня одно, если хотите узнать, я готов его озвучить, ну, пишите в чат, да, хотим узнать, например. Я готов поделиться, пока вы пишете, я сейчас как раз его расскажу. И мое правило звучит так. Можно делать в семье все, что хочется, но потом запятая стоит, но нельзя делать того, что приносит вред тебе и окружающим. В принципе, достаточно простое правило. А то правило, которое я обычно озвучиваю родителям, я спрашиваю, а сколько лет вашему ребенку? Если ребенку 3 годика, 5, 6, ну, соответственно, возрасту ребенка ребенок может усвоить то количество правил, которое предлагается ему по возрасту. Если ребенку 3, значит, соответственно, 3. Если ребенку 20 лет, наверное, все-таки он может выучить 20 правил. Но все эти правила сводятся к единому. Делать можно все, что хочется, но это не должно вредить тебе и твоим близким, родственникам, окружающим. Вот такое правило. Ну, следующий слайд. Я видел маму и папу ночью. Кажется, папа ворует молоко. Это на тему семейной психогигиены. Почему детям нельзя спать в кровати с родителями, почему нежелательно, чтобы он спал, ребенок, в одной комнате с мамой и с папой. Ну, тут у ребенка могут быть разные фантазии возникать, да, что происходит с мамой и с папой, когда они занимаются различными такими процессами, да, очень важными взрослыми. Лучше это ребенку не делать, потому что он не видите, потому что он все равно бессознательно считывает всю информацию, он понимает, что происходит, и меня достаточно часто приглашают, к сожалению, большому, часто приглашают в качестве эксперта в детский сад, в школу, когда есть проблема, связанная, ну, с детским таким проявлением, ну, различного рода сексуальности, да, такой нездоровой сексуальности, когда ребенок пытается снять с кого-то там трусики, например, да, или что-то еще, или показывать свои гениталии и так далее. И мы работать начинаем со всей семьей, где этот процессы мы видим. И тогда нам приходится работать и с семьями, и с другими семьями, и с детьми, и с родителями, и с педагогами, и успокаивать всех. Но это достаточно сложные процессы, и они приводят обычно к такому всеобщему заражению, если вовремя не остановить эти процессы, о которых я говорил чуть ранее.
Вирджиния Сатир отмечала, что в большинстве нарушенных семей есть, по крайней мере, один человек, чьи недостатки или ошибки сделали его аутсайдером, и пока этот отверженный человек не войдет в круг семьи, ни исцеление, ни объединение невозможно. Сатир опиралась на позитивные качества людей, превращая негативные в позитивные, чем заслужила всеобщее признание. Я вам предлагаю сделать такое упражнение, можете сделать сегодня днем, когда вы придете, или вечером после работы. Упражнение называется 3 минуты. То есть, когда вы заходите в квартиру, вы не спрашиваете ребенка ни о чем, вы не реагируете на брошенные, разбросанные игрушки, одежду, ботинки или что-то еще. Вы просто 3 минуты, помыв руки, сделав там свои какие-то дела важные, да, 3 минуты уделяете просто ребенку. Просто своим детям, которые ждали вас, которые хотели вас увидеть, которых вы любите и которые живут вместе с вами. Это вот самое, наверное, важное, такое, что можно сделать на первые 3 минуты, когда вы пришли домой. Ну, это слайд о том, что в семье бывают разные процессы. Ну, в данном случае здесь процесс такой гиперопеки, скорее всего, да, гиперфункциональности родителей, когда родители начинают все свои акценты сбрасывать на ребенка, все фокусы фокусировать на развитии и воспитании детей, при этом забывая самое важное. Они забывают, как правило, о себе, о своих внутренних интересах, о своих внутренних детях. И потом, когда ребенок подрастает, ему становится 14-15 лет, естественно, происходит процесс, когда подростку родители становятся неинтересны, потому что рано или поздно ребенок понимает, что мама и папа уделили слишком много внимания ему, но не уделили в какой-то определенный момент времени себе. Непослушание – это единственное, что ребенок может противопоставить неправильному обращению с ним. По-моему, это Гиппенрейтер говорил, если не ошибаюсь. Мне нравится очень фраза, если кому-то это интересно, можете ее тоже для себя записать. Ну и вот обратная информация. Обратная ситуация может быть в семье, когда родители слишком любят друг друга, при этом они могут забыть про ребенка, забыть о его интересах, естественно, увлекаясь только своими личными переживаниями, да, но это тоже такая формируется, ну, несколько дисфункциональная семейная система, да, то есть тоже это опасно. Также мне очень нравится говорить о тех вертикальных альянсах, которые могут присутствовать, которые приводят к различным сложным дисфункциональным отношениям в семье, когда, например, объединяются дружить против кого-то. Например, мама с сыном объединяется дружить против кого-то. Ну, как это может быть? Или там, например, мама с дочерью, да, объединяются. Или отец с сыном, или отец с дочерью, или бабушка с внуками. Ну, на примере бабушек, дедушек и внуков понятнее будет, да, вертикальные альянсы, которые могут привести к дисфункциональным семьям и разладу в семье. Ну, когда родители отсылают ребенка, например, в гости к бабушкам и дедушкам и крепко-накрепко запрещают есть чипсы, там, пить кока-колу, пепси-колу и так далее. А бабушка с дедушкой говорят с внуками о том, что мы маме, папе не скажем, да, ну ты вот сейчас вот можешь поесть все, что тебе хочется, там и чипсы, и всякие разные вещи, да, которые запрещают дома. Только маме, папе не говори. Вот такие вертикальные альянсы часто бывают. Ну или, например, мама с дочерью идут в магазин, им хочется, например, заняться шопингом, но они объединяются вокруг отца и говорят: отцу ничего не скажем, и так далее, покупаем все, что нам хочется, и так далее. Вот такой же вертикальный альянс, межпоколенный. Мы их называем межпоколенные альянсы, когда из разных поколений идет объединение против кого-то. Ну, про гиперопеку я сейчас не буду говорить, это нам понятно. Упражнение 20+, если хотите, можете сделать тогда, когда у вас будет время. Можете написать все положительные черты вашего ребенка, себя, супруга, своих родителей, а в другой колоночке написать все отрицательные черты вашего ребенка и обсудить их друг с другом, потому что это очень важно. Знать, как мы воспринимаем друг друга в семье, как воспринимают нас в семье и что мы можем с этим сделать. Ну, говоря о привязанности, которую мы формируем в семье, существует несколько видов привязанности. Самая такая нормальная, мы называем ее безопасная привязанность, когда есть нежность, любовь, забота друг о друге. Дальше идут тревожная, дезорганизованная, избегающая привязанность. Ну, это тема другого семинара, но если это кому-то будет интересно, можете на семинаре у меня также побывать и послушать эту тему. Роберт Фуллем говорил о том, что не тревожься о том, что дети тебя никогда не слушают, тревожься о том, что они всегда за тобой наблюдают. И вот, наверное, одна из последних картинок, это, видимо, о роли отца в семье. Да, скорее всего, рекомендую почитать книжку Луиджи Зоя, которая называется «Отец». Да, а для матерей рекомендую почитать книжку Дональда Винникота «Достаточно хорошая мать», тоже очень интересная. Но здесь не только ведь о том, что отец такой
настойчивые, сильные, да, крепкие, имеющие возможности власти и так далее, но еще, наверное, об адаптированном ребенке под отца, да, но не надо забывать, что со временем ребенок такой может вырасти, и, конечно, он сам начнет уже выставлять границы, и, возможно, вот этот тазик, который здесь лежит, это кому-то для кого-то. Не знаем для кого, но, возможно, мы можем предполагать, что здесь есть определенные моменты. На самом деле, я бы хотел здесь поговорить буквально несколько слов о том, что отец – это прежде всего закон, порядок и возможность оторвать ребенка от матери, оторвать в хорошем смысле слова, чтобы ребенок почувствовал себя как личность, чтобы он научился сепарироваться. Это как раз роль отца, то есть чтобы он умел, отец мог расставить точки над «и» и сказать, что да, в семье есть мальчик, есть девочка, которые растут и не находятся в этих симбиотических отношениях. Иначе мы потом получаем инфантильных детей, симбиотически привязанных к своим матерям очень сильно, да, или к отцам бывает такое тоже, да, и дети потом, к сожалению, страдают и дикцией, и логопедическими проблемами, и не могут решать самостоятельно какие-то проблемы и так далее, так далее, так далее. Это я пропущу немножечко. Вот про двойной капкан несколько слов, у меня буквально осталось несколько минуток. Это такие слова или фразы, в которых содержатся противоположные значения. Ну, здесь вот картинка достаточно такая простая. «Мам, я погуляю», да, только из окна тебя было видно. То есть мы иногда можем ставить ребенку не совсем правильные задачи, и мы должны отслеживать, что мы говорим и о чем мы говорим с нашими детьми. Или, например, самый простой вариант. Мама сказала: «Торт руками не трогай». Руками не трогаю, ем так, как умею. И есть одна еще фраза: «Ты большой и взрослый, но без меня, например, ничего не делай». Таких фраз очень много, у меня примерно около 30 написано в книге, так что можете почитать, если будет интерес к этому, пожалуйста, обращайтесь. Ну вот, видимо, кому-то это пригодится, скорее всего, я вставил, как просили в слайды, вот эту буковку важную, вероятно всего. Ну и дальше я приглашаю вас на свои семинары. У меня есть возможность пригласить вас в онлайн-семинары. Ближайший семинар будет «Терапевтические стратегии, методы работы с актуальными семейными проблемами». Мы будем говорить о химических зависимостях, о зависимостях, которые связаны с внутрисемейным воспитанием, да, о алкогольной зависимости. Говорить будем о компьютерной такой аддикции. Дальше будем говорить о поведении детей и подростков, о детских страхах, о разных таких вещах, которые происходят в семье. Ну, в общем, в принципе, достаточно глобальная тема, трехдневная, с 11 по 13 ноября в Институте Матон. Приглашаю, если кому-то интересно, обращайтесь. Есть базовый курс по семейной терапии, есть 20 техник семейного психолога, 30 важных тем в работе психолога. Очень интересно, мне нравится семинар интеграции методов семейной песочной терапии. Вот мы организовываем такие большие форумы, фестивали. Мы планировали сделать в Сочи вот весной этого года, к сожалению, не получилось из-за пандемии, но надеемся, это произойдет у нас в Сочи весной 2021 года. Ну и поскольку я к Абхазии очень хорошо отношусь, и для меня в переводе с абхазского страна апсов, да, и по народной этимологии страна души, ну где, как не у вас, сделать какое-то такое большое событие, например, форум песочной семейной терапии, почему бы нет. Я буду очень рад. Ну, если хотите, то да, если хотите, напишем друг другу, спишемся и сделаем, организуем. Это одна из фотографий нашего форума, который мы проводили, организовывали в Казани. Также есть у нас в Сочи, вот в Петербурге, в Новосибирске 2 дня назад был форум достаточно большой. Ну, а также я вас приглашаю на различные мои семинары, которые для вас могут принести пользу, я думаю, да, и понимание тех или иных процессов, которые происходят в семейных отношениях. Информация обо мне вот здесь. Это мой телефон верхний 903-340-60-80, он с WhatsApp, можете сюда писать, это страничка ВКонтакте, это Инстаграм. Становитесь моими друзьями, следите за какой-то полезной информацией. Ну и вот насколько я правильно, не знаю, наверное, я правильно это сделал, да? Говорят, что абхазцы не говорят спасибо своим самым близким и друзьям. И я это совершенно случайно обнаружил. И, наверное, я вам хотел бы сказать благодарю, но, наверное, не скажу, потому что, ну, я считаю, мы одно целое, мы одна профессиональная категория, да, педагоги, психологи, я тоже по образованию педагог, вот, поэтому и психолог. Поэтому, наверное, все равно скажу благодарю, но, тем не менее, это звучит по-абхазски. Да, вот как-то так, наверное. Спасибо вам за внимание. Если есть вопросы, я с удовольствием почитаю. Артем Анатольевич, ну, ваш последний слайд
надписью на абхазском языке, конечно, бальзам на душу нам всем. А теперь посмотрим в чате. От Ирины Кокоскир как раз есть вопрос. Обратите на него внимание. Мне его зачитать или вы его сами? Да, найдете? лучше зачитайте, я, наверное, не найду его уже, потому что день далеко, наверное. Каждая семья – это продукт конкретной культурной и традиционных ценностей. В каждом обществе существуют свои культурные ограничения. Как в современном мире совместить традиции и инновации, которые иногда, в принципе, несовместимы? Я, наверное, отвечу на этот вопрос очень кратко. Осознавать. Осознавать, что мы делаем. Создаем мы свободное пространство для ребенка и защищенное, или мы, пытаясь подвести под наше образование, воспитание культурные какие-то слои там, или какие-то культурные обычаи, строим что-то из детей такое, что потом будем сами пожинать плоды. Наверное, осознавать это самое главное. Насколько мы взрослые и насколько мы делаем правильно. Независимо от того, в какой мы религии живем. Вот, например, японские, да, товарищи, они воспитывают детей, многие знают из нас, да, что до 5 лет ребенок император, дальше ребенок слуга, дальше ребенок товарищ и друг. Но, коллеги, давайте задумаемся о том, что такое или кто такой император. Император – это человек, который несет на себе кучу ответственности, кучу обязательств. В нашем понимании, в российском или в таком современном, европейском, мы думаем, что император – это тот, кому все позволено или кому дана власть полностью. Я думаю, здесь надо очень хорошо подумать, что мы берем там, из японской, скажем так, системы образования или воспитания, да, и что мы привносим в нашу. Поэтому я бы так ответил. Осознавать, насколько мы делаем правильно, как родители по отношению к своим детям. Спасибо. Вот еще один вопрос от Фатимы Цхоли. Какими должны быть родители, чтобы вырастить спокойного, жизнерадостного, развитого ребенка? Что в воспитании детей главное? Я считаю, что в воспитании детей главное, наверное, многое чего главное. Но одно из первых – это не переносить на ребенка свои проекции. Ну, например, вот у меня недавно в кабинете были родители, которые переживали по поводу того, что ребенок, ну, ходит на конькобежный спорт, но у него не все хорошо получается. И когда я спросил родителей, а кто из вас в детстве ходил на конькобежный спорт или был связан с фигурным катанием, мама сказала, я. Я говорю, и как у вас сложилась судьба? А у меня не получались какие-то там прыжки, и сейчас у ребенка не получается вот так же на этом конькобежном спорте что-то. Я говорю, что это значит для вас? И когда мы просуждали на тему того, что происходит, фактически мамино желание продлить свое некое нарциссическое желание того, что вот, если у меня не получилось, пусть получится у моего ребенка, хотя у ребенка может быть к этому никаких способностей, никаких талантов. И у многих родителей есть такое ощущение, что их ребенок – это часть их, которая должна выполнить некие установки. Самое страшное, что может сделать родитель, это дать ребенку жить его жизнью родителя, а не своей. Наверное, это самое опасное. А что делать? Ну, лечиться, имеется в виду излечивать свои внутренние детские травмы, ходить к психологам, разбираться с этими внутренними травмами, потому что наши взрослые травматические события и переживания очень сильным образом влияют на детей. То есть мы передаем им по наследству наши переживания, наши тревоги, страхи. Так, еще вопрос. Какова роль религии в единстве семьи? Это вопрос от Рамази. Сложный вопрос. У меня часто встречаются семьи как принадлежность к одной религиозной конфессии, а также есть семьи, где две разных совершенно, например, мусульманская и христианская. И вот когда они приходят к соглашению к тому, что они могут и ту, и другую религию принять для себя и не быть фанатами определенной религии, какого-то поведения, то, в принципе, у них все нормально получается. Если они готовы в этом формате жить, ну да, почему бы нет? Зависит от людей. Мы взрослые люди, мы сами должны решить, то есть готовы мы с этим жить или нет. Спасибо. Тут еще один вопрос. Его прислали на WhatsApp. Какие методы работы в школе можете порекомендовать с детьми из неблагополучных семей? Я бы вопрос немножко переделал бы. Какие формы работы я порекомендовал бы родителям с детьми, у которых есть неблагополучные дети? Потому что если мы начнем работать с родителями, я на 99,9% уверен, что проблем у детей не будет. А с детьми это, знаете как,
Это мы фактически даем таблетку аспирина или там таблетку от головной боли. То есть мы снимаем симптом, но мы не решаем проблему. Основной, то есть базовая проблема. Это как вот в этом айсберге, который я показывал. Конечно, мы можем сделать такую вещь, как формирование эго, я называю это. То есть формирование крепкой личности, которая может чувствовать себя свободно и безопасно в кабинете, и защищенно в кабинете семейного психолога или просто психолога. То есть мы каким-то образом можем это делать. Ну, профессиональные у нас навыки есть для этого, упражнения, игры, методики там, и так далее. Так, еще тут вопросы. Мы, правда, не придерживаемся сейчас регламента. Вы у нас... Мы не нарушаем границы случайно. Я позволяю, если вы, конечно, не против. Я не против. Я вижу, вот у людей прям вопросы вот назревают, они потихонечку скидывают. Еще несколько вопросов вам все-таки задам. Как ребенка научить коммуникабельности? Вот от Лауры Юрьевны. Ну, прежде всего, самим быть коммуникабельными. Если вы показываете пример, что вы коммуникабельны, то и ребенок будет коммуникабельным. Если вы закрытая семья и закрытые у вас отношения с другими членами семьи и со всеми окружением, то и ребенок будет закрытый, скорее всего. Вопрос, для кого это надо? Кому это нужно? Все, что мы хотим сделать из наших детей, всегда задаем вопрос, осознавая то, что с нами происходит. Зачем это нам нужно? Зачем нужно, прежде всего, мне, как матери? Зачем нужно мне, как отцу, чтобы у ребенка были оценки 5, например? Чтобы у него был красный диплом или там серебряная медаль? Зачем? Что я хочу таким образом доказать? Кому я хочу это доказать? Понятно. Зачем нужен тот или иной симптом даже, да? То есть зачем нужен ребенку НРС? Для того, чтобы ребенок нас от себя немножко отгородил, или для того, чтобы он, наоборот, сблизил нас для решения какой-то основной проблемы? Что такое НРС в семье, например, да? Мы многие рассуждаем, я спрашиваю родителей. НРС – это невыплаканные слезы ребенка. Он в сознании находится, когда он не может проявить свои чувства, переживания, эмоции. Почему? А потому что мальчику говорят, ты большой пацан, тебе нельзя ничего чувствовать, тебе нельзя плакать. Ты мужик. Часто это достаточно известная фраза, да, в таких жестких семьях достаточно. Ребенок не плачет, он осознает, что с ним происходит. Он это все удерживает, а когда засыпает, он начинает плакать с помощью своих гениталий. Ну, как вариант. Да. Поэтому зачем это семье? Вопрос разобраться с любым симптомом, можно разобраться зачем. Так, вот тут еще один вопрос поступил. Это от Щазинной Ашхатцава. Это все работает внутри семьи, а как эти знания использовать в отношении учитель-ученик, если родитель не идет на контакт? Тогда можно задать такой вопрос, мне кажется, он будет более такой оптимальный для всех. Что сейчас происходит? Вы не идете на контакт, но при этом что вы делаете? Вы перекладываете ответственность на кого? На школу. На школу. На школу, вот и все. Вы хотите сейчас объединиться против школы и против меня как классного руководителя, или хотите решить конкретно проблему? Что вы готовы сделать для решения данной проблемы? Как родители. Мы как школа готовы сделать вот это и вот это. А что вы как родители со своей стороны? Иначе у нас получится лодка, в которой есть 2 весла, но одним веслом гребем мы, как школа, и тогда лодка будет крутиться вокруг одного и того же. А если у нас 2 весла, то мы поплывем туда, куда нам нужно, к решению данной проблемы. Разве не так? Я думаю, это так. Да, согласна с вами. Еще вопрос. Как правильно педагогу реагировать на поступки детей, которые отказываются работать на уроке, хамят, особенно если педагог не знает о проблемах внутри семьи учащегося? То есть как реагировать педагогу на такого ребенка? Это очень сложно. Я думаю, это сложно. Я сам работал 9 лет в начальных классах, у меня были классы мальчиков, классы девочек, но, наверное, если рассуждать о том моем опыте, в котором я работал, встречался и сталкивался в работе со сложными достаточно детьми, потому что были дети очень разные совершенно, и были слоев таких, знаете, совсем брошенные дети, и были дети, когда это были очень интеллигентные семьи, где там кандидаты, доктора наук, и все они в одном классе находились. И тогда я понимал, что для меня, вот тогда, когда мне было еще 18 лет, я начинал работать, я понимал, что я смогу с ними что-то сделать, если я смогу к ним относиться как к своей семье.
Да, это мои ученики, да, я для них там, старший там, педагог, учитель и так далее. Но при этом, если я не смогу с ними ничего сделать в эмоциональном плане, я с ними не смогу сделать ничего в учебном плане. И поэтому мне приходилось работать с ними с 8:30 до 17 часов. Первая половина дня я работал как педагог начальных классов, преподавал материал, а вторая половина дня была как воспитатель группы продленного дня. И мы с ними ходили на шашлык, мы ходили с ними на хоккей, мы ходили с ними на футбол, мы ходили с ними собирать гербарий, и все это делал с ними вместе я со своими коллегами, которые были параллельно со мной работали как воспитатели. И, наверное, вот эта эмоциональность, которую я смог открыть в каждом ребенке, помимо того, что мы делали. Мы делали различные спектакли, мы создавали интересные мюзиклы, мы делали постановки такие театрализованные. И несмотря на то, что там было 26 пацанов, они все участвовали. Кто-то рисовал, а кто-то пел, кто-то танцевал, а кто-то отвечал за какую-то кнопочку, которую нужно нажать в нужный момент. Если мне это было интересно, если я готов был увидеть в каждом ребенке, вот как предыдущий докладчик говорил, Татьяна, по-моему, да, была, увидеть какие-то особенности этого ребенка, то да, почему бы нет. Вот тут еще один вопрос поступил от Ирины Копаски. Как вы смотрите на гендерный аспект воспитания в школах? Я хорошо смотрю, я сам работал в школе, где мне пришло 4 года работать, и я с удовольствием этот опыт вспоминаю. У меня было 26 пацанов, не было ни одной девочки, и мне нравилось с ними работать. У меня был даже случай такой, пацаны принесли во 2 классе книжку про половое воспитание, где были картинки, связанные с рождением детей, и они там втихаря сели, человек 15 сидят и что-то смеются. Я иду мимо, прохожу, можно, говорю, посмотреть, чем вы тут занимаетесь, мне же интересно, как классно руководитель, педагогу. Он говорит, да, Артем Анатольевич, пожалуйста, и хихикают. Я сажусь с ними, вот представляете, один мужик сидит, и тут 15 пацанов. И мы все эти вещи листаем, я внимательно смотрю, я говорю, да, здесь понятно, да, все понятно, хотите, мы можем это, говорю, обговорить с вами на уроке природоведения, если хотите. Нет, говорит, нам все понятно. Я говорю, у вас понятно, хорошо. Поэтому, наверное, есть, не то что, наверное, я думаю, есть разница в преподавании мальчикам и девочкам, обязательно есть, она чувствуется. Мальчишкам чаще повторять приходится. Мальчишки более, на мой взгляд, более оригинальные в подходе к решению каких-то задач. Но они также и такие мощные, агрессивные захватчики, но они не готовы сидеть на одном месте, им надо постоянно куда-то завоевывать территорию. То вверх, то вниз, то вперед и так далее. С ними немножко сложнее бывает, но интересно. А потом у меня был опыт работы в смешанных классах, и мальчики, и девочки были. Приходилось и так, да, по-разному варьировать. Мне нравится фраза Кащенко, если помните, такой психиатр был, он говорил о том, что не дети должны подстраиваться к педагогу, а педагог должен подстраиваться к каждому ребенку. Так, и последний вопрос хочу задать. Как вы думаете, какие негативные явления оказывают в обучении ребенка неполной семьи и влияет ли вообще? Можно я чуть попозже кам отвечу на этот вопрос. Тут вот вопрос появился. Вот именно, вы с детьми очно занимались, и нам предлагается через экран добиться успеха. Во-первых, тут вопрос такой, что мы понимаем под словом «успех», да? Опять же, что происходит, мы сразу фразу задаем, кто предлагает добиться успеха, кому это надо, о каком успехе идет речь. И в-третьих, момент, да, через экран добиться успеха, я не думаю, что это реально. Может быть, каких-то оценок имели в виду, Рима, не знаю, о чем идет речь, не могу понять. Но надо культивировать в социуме. Наверное, не культивировать, Ирина, наверное, просто понимать, что мы все разные. Спасибо большое. Вот это. Да, все, здесь понятно. Можно к вам еще раз вопрос, который я не очень услышал? Который я задала вам или что? Да, можно еще раз его же, да. Повторить, там была речь о неполных семьях, как это влияет на результаты в обучении, насколько я сейчас его тоже ищу, чтобы зачитать. Колоссальным образом влияет, если я правильно услышал, неполные семьи, это семьи, где есть или мама, или папа, влияет очень, для меня даже нехорошо, и не только для меня в понимании, да, а на ребенка, на выбор дальше и партнера в том числе, на проекции, которые накладывают родители, то есть мама, папа на ребенка, на те или иные процессы, которые происходят как идентификация. То есть ребенок с кем идентифицируется? Если его воспитывает мама, а он сын, он идентифицируется с мамой, то какой он будет мужчина или парень, да, в дальнейшем? Какие она проекции на него накладывает? У меня был случай, если минута есть, я могу рассказать. Если вкратце, то потому что у нас тут и регламент
Ну, вот, если вкратце, то буквально 2-3 секунды, 20-30 секунд. В случае мама приводит пацана 12-летнего, подростка, который ломает лыжи и, в общем, весь спортивный инструмент, который у него покупается за очень дорогие деньги. И он ведет себя несколько истерично. То есть он не справляется с ответственностью, не справляется со своими спортивными достижениями, которые у него уже там лет 5-6 есть и так далее. И фактически он ведет себя по разговору с ним, я спрашиваю, ты вообще каким хочешь быть? Я хочу быть хорошим. А что значит быть хорошим? Это значит быть послушным. Я спрашиваю, а что значит быть послушным? Послушным быть для мамы. Я говорю, ну, понятно, послушным для мамы это значит кто? Это человек, который не может проявить ни себя, ни свои чувства, ни свои переживания, ни свои мысли и так далее. Это опасно? Это опасно. Ну, естественно, там и ответственности очень много. На все. Спасибо. Я, Спасибо. наверное, ответил на все вопросы, скорее всего. Ну, вроде бы основные вопросы мы как-то выбрали, вот читая чат. Ну, все благодарят вас, говорят, Ну, что вот, выступление да, было спасибо. интересным. Вот Саид пишет, Анзорович, как дистанционный может оказаться на психологическом плане. Вы знаете как? Тут палка о двух концах. Никто еще пока исследований не проводил, но я думаю, с одной стороны, мы ребенка до того, как пандемия наступила, оттягивали от компьютера и говорили, компьютер это вредно, это компьютерная зависимость и все остальное. А сейчас что происходит? Компьютер это полезно, потому что надо заниматься в онлайне. И тогда у нас, получается, мы делаем двойные послания нашим детям. Мы говорим одно, и тоже через полгода двойные стандарты. Компьютер это хорошо. Ну, тогда давайте разбираться, сами взрослые, хорошо это или плохо. Да, это вы правильно подметили, двойные стандарты. Спасибо большое. Или. Ну, все должно быть в золотой середине. Коллеги, я призываю вас посмотреть еще раз на эту книжку. Здесь очень много ответов, и называется она «Счастье внутри. 20 способов вырастить счастливого, здорового ребенка». Везде он в онлайне, в магазинах продается. Я кому-то книжку обещал за самый лучший вопрос. Можно я самый лучший вопрос пока не буду выделять? Кам, я оставлю это вам. Вы сами решите, какой, по вашему мнению, был самый лучший вопрос. Пришлете мне в WhatsApp адрес того человека с индексом и фамилией, имя, отчеством и сотовым телефоном. И я коллеге или коллегу вышлю книжку свою с подписью от автора. Хорошо. Я обязательно это сделаю и постараюсь выбрать этот вопрос. Можете Спасибо. коллегиально. Всего доброго вам. До свидания. Спасибо большое, Артем Анатольевич, за интересное выступление. Уважаемые слушатели, у нас по программе в 12:10, в 12:20, с 12:20 до 12:30 перерыв. Я сейчас смотрю на часы, у нас получается, что мы использовали время перерыва. Я, в принципе, могу как бы сдвинуть этот перерыв, если вы позволите. Или мы будем слушать третьего докладчика без перерыва, как вы скажете? Головой кивните, если согласны, если нет, делаем перерыв. Согласны слушать докладчика? Без перерыва работаем? Ну все тогда. Я приглашаю третьего докладчика, Берсеневу Анну Александровну, диетолога, клинического психолога, коуча по энергетическим практикам и активному образу жизни, астропсихолога. Анна Александровна, вы меня слышите? Вы на связи? Я вас не слышу. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, слышно ли меня? Слышно и видно. Прекрасно и видно. Да. Сейчас включу презентацию, и будет все совсем прекрасно. Демонстрация экрана. Секундочку. Итак, вы, пожалуйста, сигнализируйте мне, видно ли мою презентацию. Все видно, все видно. Все, прекрасно. Сейчас я ее сделаю на весь экран. Ну что, спасибо большое за представление. Да, меня зовут Анна Берсенева. И сегодня о чем бы я хотела поговорить? О формировании здоровых пищевых привычек, здорового пищевого поведения, в том числе у детей младшего школьного возраста. Так, сейчас, секундочку. Немножечко обо мне. Вы меня уже представили, я расскажу вкратце о некоторых своих проектах. Это фабрика здорового питания и кафе в сфере здорового питания в Москве. Также я курирую питание футболистам Манчестер Юнайтед, создаю меню для отелей, для ресторанов. В частности, сейчас я фокусируюсь на изменении питания в положительную сторону в школьных столовых.
Ну, в принципе, обо мне все. Давайте начнем со статистики, так как тема у нас здоровое пищевое поведение. С чего бы я хотела начать? То, что в целом, в принципе, что в Абхазии, что в России, около 42% статистически за 18, 19, 20 год населения страдают избыточным весом, а это, в свою очередь, приводит к эндокринологическим, гормональным, гастроэнтерологическим заболеваниям. Причем, что важно, что дети от 8 до 12, вот этот возрастной период, он дает еще большую цифру, то есть 47%. Избыточный вес – это как внешнее проявление, а как внутреннее, более серьезное – это вот все эти группы заболеваний, о которых я сказала. И да, к сожалению, в последнее время, опять же, это статистические институты утверждают, и я по своему опыту консультирования своих клиентов могу подтвердить, что пищевые предпочтения меняются в худшую сторону, то есть меньшее разнообразие, что у детей, что у взрослых в питании. Обусловлено это и социальными, и экономическими, и психологическими причинами. И вот что фиксируется, да, какие главные такие вот неприятные моменты в анализе питания и пищевого поведения. Это нарушение режима питания. То есть это просто повсеместно, это большая-большая беда, о которой говорят и гастроэнтерологи, и эндокринологи, и педиатры. Также это нерациональное составление меню с преобладанием высококалорийных и рафинированных блюд. Что такое рафинированные блюда? Рафинированные продукты – это, в принципе, на мой взгляд, беда нашего актуального времени, потому что это те продукты, которые проходят сверхочистку, сверхобработку. То есть, по сути, в этих продуктах жизни остается очень мало. Чаще всего это пустые углеводы. Это те продукты, которые имеют высокий гликемический индекс, то есть очень сильно повышают уровень сахара в крови, провоцируя заболевания поджелудочной железы, нарушение углеводного обмена, избыточный вес, диабет и так далее. И раскачивают нервную систему, потому что вот эти качели, инсулин и глюкоза, они очень сильно влияют на нервную систему детей особенно. Какие, например, рафинированные продукты, самые такие злостные, я могу отметить, это пшеничная мука высшего сорта, именно высшего сорта, которая прошла сверхобработку, и по сути это чистый крахмал, еще и с примесью химических веществ, и белый рафинированный сахар сюда же я отношу. Ну и, конечно, здесь еще раз я хочу подчеркнуть, что особую тревогу вызывает питание именно детей младшего школьного возраста, потому что детки выходят из семьи, начинают каждый день общаться со своими сверстниками, кушать отдельно, без присмотра взрослых, и здесь уже начинаются различные моменты, не всегда положительные. И продолжаем со статистикой. Анализ тенденций в пищевом поведении школьников показал, что 3-4-разовое питание имеет место только у половины детей. То есть здесь идет перекос либо в сторону постоянных перекусов, если мы расшифровываем эту статистику, либо напротив, это 1-2 раза в день и вот какие-то не самые полезные перекусы в перерывах. И здесь же, конечно, почва для различных и не только физических заболеваний, но и для расстройств пищевого поведения. Среди причин редких и неритмичных приемов пищи также отмечена высокая учебная занятость. Я бы здесь сделала акцент именно не на занятости, а не на нерациональном распределении времени. И около 27% детей не придают значения фактору регулярности питания. Я думаю, что эта цифра даже занижена, потому что далеко не во всех семьях есть вот эта культура питания, да, такое желание привить здоровое питание, да, такие основы здорового питания, здорового образа жизни детям. Итак, еще раз, главная причина возникновения избыточного веса как следствие целой групп хронических заболеваний – это неправильное пищевое поведение. И вот мы здесь уже говорили о том, что да, оно присутствует в нашей жизни, оно очень актуально, но давайте сейчас мы определим, что же это такое, да, вот пищевое поведение человека. Это, по сути,
совокупность привычек, способов реагирования, которые касаются питания. Сюда относятся и режим питания, и предпочтения вкусовые, и диета. Диета как способ организации питания. И пищевое поведение формируется под воздействием культурных, социальных, что очень важно, семейных и биологических, в том числе, факторов на протяжении всей жизни человека. Но, конечно же, основа закладывается в детстве. И мы обозначили проблему и готовы перейти к вопросу, а что же такое здоровое, правильное пищевое поведение? Да? Это прежде всего отсутствие болезненных элементов пищевого поведения. А какие болезненные, нездоровые элементы мы можем выделить? Во-первых, это склонность к перееданию, так же, как к недоеданию. Склонность, что называется, наесться до отвала, неумение дозировать порции. Это в том числе острая тяга к тому или иному виду продуктов. Да? То есть когда, например, в моей практике консультирования был ребенок, который не мог вот просто есть ничего, но он так говорил, что он не мог, кроме картофеля. То есть он ел просто картофель, запеченный, жареный, пюре, все что угодно, но только один вид продукта, наотрез отказываясь от других. И, естественно, там возникли серьезные проблемы с обменом веществ, с желудочно-кишечным трактом. Ну, мы способ нашли решения этой проблемы, но тем не менее, да, как пример. Отказ пробовать новые вкусы. Ребенок, он как открытая книга, как такой самый прекрасный такой приемник информации, он априори должен быть открыт, в том числе новым вкусом. Это нормально. А вот отказ – это уже не отказ единовременный, что вот что-то не захотелось ребенку, а системное, что и вот ем только это и все. Желание исключить большое количество продуктов в рационе или определенный вкус, да, это тоже заставляет задуматься, как, например, я не ем вот такой вкус и все, не ем фрукты или не ем ягоды, да, то есть вот все категоричные такие табу, нет, вот это не буду, заставляет задуматься о том, что есть какая-то более глубокая причина, почему ребенок уходит в отказ, да, в категоричный. Пищевые страхи. Вы знаете, последнее время лично я с этим сталкиваюсь очень серьезно. Конечно, иногда эти пищевые страхи выходят из таких серьезных моментов, как, например, ребенок, которого я консультирую с диабетом, так как он был и в больнице, и в том числе в реанимации, у него возник пищевой страх, он боится есть там сладкое или фрукты, или углеводы, он в принципе вот дошел до того, что он боится есть. Да, мы сейчас эту проблему решаем, уже намного стало легче, и мы получаем первые результаты, но вот такие ситуации возникают. Но это я привела пример такой крайний, достаточно серьезный, но здесь бывают и другие моменты, как вот одна мама, она с детства страдала избыточным весом, и свою дочку 9-летнюю, она привела ей этот страх. То есть дочка боится кушать, хотя у нее все в порядке с метаболизмом, с обменом веществ, потому что она что-то съест, она будет там некрасивой, у нее будет много лишнего веса и все такое. Вот, то есть здесь мы видим, как иногда родители, даже из хороших побуждений, да, чтобы дочка была красивая, вела здоровый образ жизни, понимала, что такое здоровое питание, в итоге эта дочка просто получила страх, пищевой страх. А это очень серьезная проблема, которая имеет такие последствия и на физическом уровне, и на психическом уровне, потому что это уже расстройство пищевого поведения, как минимум. Также это неспособность различения чувства голода, жажды и сытости. Это тоже такой болезненный симптом, и на самом деле у многих взрослых, да, сохраняется такая тенденция, и закладывается это все чаще всего в детстве, потому что не все родители дают ребенку
информацию, да, транслируют, рассказывают ему, что, например, вот ты, сыночек, покушал вот так хорошо, ты, наверное, сейчас вот сытый, или, а может быть, ты хочешь пить, вот это жажда, да, нам кажется, что те или иные вещи, они, естественно, понимаемы и нами, и детьми, но детям очень важно проговаривать, называть, да, вербализировать их ощущения, их физические, эмоциональное состояние. Поэтому очень рекомендую, призываю вас к этому. Как же формируется пищевое поведение? Ну, во-первых, да, известно, что с первых дней жизни дети перенимают, усваивают привычки родителей, да, которые, опять же, в свою очередь, получили эту информацию, эти привычки, эти принципы поведения у своих родителей. Да. Это, конечно же, семья. В большинстве случаев и ответственность за нарушение в пищевом поведении, они на родителях. Да. Это не для того, чтобы обвинить, а для того, чтобы вот так сподвигнуть, более внимательно к этому относиться. И давайте еще разберем главные ошибки в организации питания. Мы проговорили про те негативные аспекты, которые говорят о болезненном пищевом поведении. Сейчас про ошибки. Ну, это моя любимая-нелюбимая ошибка, которая и для детей, и для взрослых сейчас вот просто крайне актуальна. Еда перед планшетом, айпадом, айфоном, телевизором, книгой. То есть мы кушаем, и у нас здесь вот иногда, я часто наблюдаю такую картину, там, в кафе, например, у себя, приходит семья, там, мама, папа, сын. И вот они обедают. И у них просто даже еда не входит на стол, потому что здесь компьютер, ноутбук, телефоны стоят, они записывают какие-то там сторис, при этом они там в чате, там папа что-то успевает делать по работе. И как-то между делом у них пролетает еда. Естественно, весь процесс пищеварения нарушается. То есть здесь даже не этический момент, да, ну грустно, когда вот люди приходят там семьи на семейный ужин и обед, и вместо этого они ну, просто физически находятся рядом что-то едят и находятся все в своих там вот этих гаджетах. Но я говорю сейчас даже про момент физический, потому что когда мы отвлекаемся, у нас процесс пищеварения, первый этап не имеет. А первый этап, как бы, откуда у нас начинается процесс пищеварения? С глаз. Потому что когда мы смотрим на еду, у нас уже начинают вырабатываться определенные ферменты, определенные соки, которые готовят наш организм к усвоению, полноценному усвоению пищи. Поэтому еда перед планшетом, телефоном, книгой, вот я призываю просто очень-очень, чтобы вот такие хотя бы семейные обеды, встречи, ужины проходили без гаджетов. Вот если такое правило получится завести, будет очень здорово. Еще такой момент, что когда мы проводим такой прием пищи со всеми нашими гаджетами, айфонами, телефонами, у нас просто вовремя не наступает сигнал о сытости. Нам поступает сигнал уже о переполненности желудка, а это уже поздно. Итак, идем дальше. Разговоры. Я здесь говорю не о приятной беседе за столом, да, это все возможно, это все приятное, вот такие встречи, но когда происходит, что мы только едим, вот, да, опять же, этика, да, и разговариваем с набитым ртом, вот, процесс пищеварения опять же нарушается, потому что мы не успеваем обрабатывать ферментами пищу. Угу. И вот это тоже проблема, еда в суете, когда мы, наши дети, кушаем, мы детей торопим, давай быстрее, а то опоздаешь в школу, или там пора делать уроки, быстро поужинал и там из-за стола и за уроки. Чувство беспокойства, спешка, все это также передает, наш мозг передает такие сигналы нашему организму, что ни о каком здоровом пищеварении, здоровом пищевом процессе речи не идет. Так, и вот еще проблема, конечно же, заедания стрессом.
И да, вот такая статистика, примерно 20-30% постоянно, 70% периодически отмечают у себя раздражительность, тревожность, телесную, душевную напряженность. Причем такие же цифры и что у взрослых, что у детей, да, то есть вот эти тревожные состояния, раздражительность, напряженность, все это имеет место быть. И вы знаете, с детства мы получаем такой негативный, деструктивный инструмент, как еда. Да? То есть, ну, например, ребенок пришел там, из школы, он расстроенный, там что-то у него не получилось, вот у него стресс. Скушай конфетку или вот тебе пирожок, станет легче. Да? И потом во взрослом возрасте случилось что-то на работе, конфликт с коллегой, какое-то вот серьезное задание. И что мы делаем? Мы берем себе кофе, открываем коробку шоколада или у кого что, и вот используем тот инструмент, который вообще не предназначен для этих ситуаций. Вот. Еще одна привычка. Еда как вот просто времяпрепровождение, да, то есть чем бы заняться, пойдем поедим. Да? Вот. Здесь также закладываются основы для расстройств пищевого поведения и для компульсивного переедания в частности, поэтому важно вот эту грань, чувство голода, прием пищи, вот эту связку не убивать. Ну и что же, будем говорить о том, как сформировать таки правильное пищевое поведение. Некоторые простые рекомендации, но которые на самом деле очень даже эффективны. Ну, во-первых, нужно проанализировать пищевые традиции в семье, потому что думать, что ребенок как-то вдруг откуда-то возьмет основы здорового питания, здорового образа жизни, и будет у него здоровое пищевое поведение, если в семье не так, ну, это бессмысленно. Нужно найти вот такие корневые ошибки в организации питания, ну и, соответственно, их исправлять. Как минимум, да, стоит всем задуматься о том, чтобы сделать питание максимально здоровым. Потому что когда у нас такая ситуация, что есть взрослая еда, где есть все, и детская еда, которая вот должна быть здоровой и правильной. Но это такое двойное послание для ребенка, и это вообще основа для определенных психологических расстройств, потому что, ну как так, вот родители едят одно, это взрослая еда, им можно все, а мне нет, я почему-то должен вот таким образом питаться. И вот в такой момент закладывается как раз нелюбовь к здоровому питанию. Я не хочу это полезно, я это не буду. Почему? Потому что, ну, родителям-то можно, а мне почему-то нельзя. И еще один момент, один важный, я считаю, совет, который испытан на моем ребенке, в частности, и на тех детях, кого я консультирую, родителей. Надо объяснять детям выгоду здорового питания, потому что, ну, что для ребенка слова, там, ешь яблоко, оно полезное, или там, брокколи полезно, кушай, а он не хочет, например. Что работает? К примеру, ребенок, который занимается футболом. И мы говорим, что, там, дорогой Петя, например, вот ты любишь играть в футбол, чтобы быть быстрым, сильным, чтобы у тебя все здорово получалось, чтобы не оказаться на скамейке запасных, ты должен есть то, что будет давать тебе силу. Да? Ты должен вот, быть энергичным, поэтому вот эти продукты, они прямо силу тебе дадут, и ты будешь быстро бегать. Или ребенок, который, не знаю, математикой увлекается, вот чтобы мозг работал хорошо, чтобы быстро решать примеры, чтобы получать отличные оценки, надо этот мозг правильно кормить. А вот чем мы будем его кормить? Вот этим и этим, например. И вот когда мы разговариваем с ребенком, ну, простите за такое выражение, но языком выгод этого здорового питания, то эффект получается совершенно другой. Не назидательный, как надо, ну, тебе же будет хорошо, ты же хочешь быть вот там быстрым, сильным, решать примеры супер классно и так далее. И еще один момент, который работает на ура, это привлечение ребенка к приготовлению пищи. И это очень здорово, то есть можно вот сходить в магазин, выбрать
правильные такие вот продукты, правильные ингредиенты, вместе приготовить, в процессе рассказывать, например, вот здесь взяли мы грушу, вот груша полезна там, для печени, например. Груша полезна для того, чтобы у тебя там внутри в организме все работало хорошо, чтобы все было вот прямо идеально. И рассказывать, там здесь черника, вот чтобы глазки твои хорошо видели. И вот процесс приготовления пищи и закладывания определенных знаний о здоровом питании, это очень хорошо, это очень действенно. Еще один важный момент – это толерантность к различным вкусовым пристрастиям, кухням разных стран, потому что через вкус, через этот рецептор мы ведь тоже получаем информацию, очень большой пласт информации. Ребенок, как вот приемник этой информации, в том числе и через вкус, так же, как и через зрение, так же, как и через слух, должен эту информацию получать. Поэтому пробовать, во-первых, различные вкусы – это прекрасно. Во-вторых, рассказывать о традициях различных стран, различных кухнях. Это расширение кругозора, это расширение вот такого потенциальных источников информации. И об ограничениях. Вы знаете, еще разочек, да, ограничения, табу – это всегда основа для срыва. Чем больше ограничений, тем больше вероятности самых серьезных срывов, в том числе пищевых срывов. Поэтому вот вызывать избыточный потенциал, там нельзя шоколад, он там на верхней полочке, это только взрослый продукт, и ребенку начинает хотеться этого шоколада, и любой стресс, любая провокация, он просто сорвется, и здесь может быть много различных моментов неприятных, и в моей практике были очень серьезные случаи, поэтому, опять же, возвращаемся к языку выгод, рассказывать про выгоды, рассказывать о свойствах, рассказывать о том, как что влияет на его организм, да, чтобы ребенок имел вот этот инструмент в самом положительном, конструктивном ракурсе. И еще, если ребенок наелся, пожалуйста, да, то есть не надо заставлять его доедать, потому что все эти, такие уже традиции, как, например, что было в моем детстве? Счастье оставишь на тарелке, если оставил какой-то кусочек, да? И я знаю, среди моих клиентов были люди, которые говорили, что я не могу оставить что-то на тарелке, потому что я просто не могу. Вот. И здесь получаются переедания и системные, которые потом провоцируют расстройство пищевого поведения, да? То есть очень важно дать ребенку возможность вот уже в детстве научиться чувствовать, когда он сыт, когда он хочет пить, различать жажду и чувство голода. Это очень важно, поэтому надо дать ему возможность этому научиться. И еще один момент такой, который часто встречается в семьях, это такие постоянные перекусы, особенно когда ребенок, допустим, у бабушки с дедушкой, и им очень хочется побаловать там внучку или внука, и вот постоянно тарелочки с подносами, вот можно то, вот можно это, вот попробуй здесь, а вот еще пирожочек, а еще конфеточку, и это все опять же нарушает вот эту связку, то есть я чувствую голод, я ем. То есть а здесь, получается, я ем просто потому, что вот мне предлагают, потому что надо, потому что вкусно, потому что вот что-то попробовать, и все. И когда мы вот эту связку теряем, голод и сытость, да, благодаря еде, опять же, основа для расстройств пищевого поведения. Очень важны слова, да, с которыми мы обращаемся к ребенку. Очень важно еще разочек вербализировать то, что ребенок чувствует, а что он голоден, или что описывать еду, например, там, не знаю, вот здесь вот соленый вкус, здесь сладкий вкус, здесь острый вкус, а какой тебе больше нравится? Что еще очень важно, что множество импульсов поступает в мозговой центр от зрительного восприятия, от качества, от количества пищи, запаха, вкуса, от тактильных ощущений, поэтому
еда – это не только вкус, да, это еще и восприятие через зрительные органы. Поэтому, да, я все-таки хочу подчеркнуть вот это большое значение зрительных и вкусовых анализаторов для формирования здорового пищевого поведения и, в принципе, для формирования психического здоровья ребенка. Что я могу очень порекомендовать? Это игры, особенно если мы говорим про младший школьный возраст, это «Узнай по вкусу», «Узнай по запаху», да, то есть нужно научить ребенка по внешнему виду и запаху определять продукты, их качество, их свежесть в том числе, брать с собой в продуктовые магазины. А вот эта игра, допустим, с закрытыми глазами, узнать по вкусу или по запаху, это очень здорово, это очень развивает многие нейронные связи, развивает уровень психического даже развития ребенка. Привлечение ребенка к сервировке стола, да? То есть видеть прекрасное, так организовать процесс приема пищи, чтобы он просто не позволил, не дал месту вот этим вот пищевым расстройствам, потому что часто вот как раз еда в суете, в спешке, в нервном состоянии, это же все не подразумевает красиво накрытый стол, понимаете, это на бегу, на ходу, не обращая внимания, что нас окружает. И если ребенок с детства привыкает, что вот у него все должно быть сервировано, он должен сесть, он должен приготовиться, это очень здорово. Это очень большое подспорье в формировании здорового пищевого поведения. Ну и здесь еще несколько слов об этикете. Вы видите этих вот прекрасных детей, которые вот красивые, замечательные, сели за стол, принимают пищу. И это очень-очень здорово. И еще хочу подчеркнуть про создание пищевых кумиров. Мы уже говорили, да, о том, что все табу, все ограничения, взрослые, детские продукты, это все формирует избыточный потенциал, когда та же шоколадка или булочка становится, или хлеб становится кумиром. И просто вызывает вот такое «ай, хочу, не могу». Вот это все неправильно, это все очень сильно провоцирует различные расстройства. И на самом деле, когда ребенок занят чем-то, увлечен, когда ему что-то нравится, очень низка вероятность, что какое-то нездоровое пищевое поведение будет сильно влиять, да, на его жизнь и возникнет вообще в принципе. Потому что если ребенок, кроме школы, кроме уроков, никаких моментов, которые приносят ему радость, кроме еды, не имеет, ну, здесь очень сложно. Если ребенок увлечен, то еда – это всего лишь инструмент, который, да, приятный, прекрасный, но здоровый. И мы заканчиваем. Я очень хочу, чтобы питание было вот по-настоящему приятной, полезной, но частью нашей жизни, без избыточных потенциалов, чтобы детям и нам приносило только энергию, радость и здоровье. Я очень благодарю за то, что вы меня выслушали. Была с вами Анна Берсенева, здесь мой Инстаграм. Можете задавать любые вопросы, если сегодня я на какие-то вопросы не успею ответить. Но сейчас готова и с радостью отвечу на вопросы, если такие есть. Анна Александровна, хочу обратить ваше внимание на вопросы в чате. Вы их видите? Как контролировать правильное питание ребенка вне дома, если в школьном учреждении нет столовой? От Щербины Ашкацава. Как контролировать? Все, я открыла чат. Ура, ура! Правильное питание ребенка вне дома, если в школьном учреждении нет столовой. Ну, смотрите, здесь важно все организовать. Например, мой ребенок, как и некоторые другие дети в классе, они не питаются в столовой, потому что пока до этой столовой я не дошла, чтобы скорректировать там питание. И он просто, у него есть бокс, так же, как и у других детей,
в этом боксе с отделениями, там есть салат, есть какое-то основное блюдо, какой-то перекус. Он выбирает это сам, с моим, конечно, участием, и прекрасно организует себе свое питание. Но здесь, понимаете, самое важное, чтобы ребенок знал, что он хочет, что ему полезно, что ему нравится, да? Потому что это все-таки человек, который уже ходит в школу, он уже взрослый, и он должен понимать, например, если ему предлагают что-то, на что у него пищевая аллергия или что ему там априори не полезно, он должен уметь сказать «нет», потому что он выбирает что-то другое, это его выбор. Поэтому самое главное – это с ребенком разговаривать и не говорить такие, может быть, назидательно-ультимативные вещи, как «это можно, это нельзя», «это хорошо, это плохо». Опять же, да, объяснять, почему, как это повлияет, там, хочет ли он иметь там, здоровые, красивые глазки, там, много сил, быстро бегать и так далее. И что вот эти продукты, они, соответственно, дадут ему возможность получить то, что он хочет. А по самой организации это прекрасные ланчбоксы, которые с собой, чтобы это все было, чтобы это все там, хранилось несколько часов, пока он в школе, естественно. Вот таким образом. Там следующий вопрос. Что вы думаете об интуитивном питании? Светлана Бронникова. Нужно ли учить ребенка делить еду на плохую и хорошую? От Линды Цурба. Вопрос. Про интуитивное питание. Смотрите, это прекрасно, это очень важно. Я всегда всех и детей, и взрослых, кого консультирую, учу как бы не привязываться ко мне, что да, я веду какое-то время, но нужно учиться самому слышать, да, вот хочется или не хочется вот по-настоящему, да, что-то покушать. Мы ведем дневники питания, например, да, для того, чтобы вот эту связь, эту интуицию как бы возродить в себе. Например, записываем, что мы съели на завтрак, обед и ужин, и состояние до и после. И получается, например, таким образом у одной из моих клиенток, что каждый раз картофель фри пролетал после собрания с определенными людьми, и после было каждый раз ощущение вины, тяжести, тошнота и так далее. И когда человек увидел, что он 7 раз написал одно и то же, то здесь уже какие-то выводы, они сами собой получаются. Но про интуитивное питание вы понимаете, что если вы, например, человек питается фастфудом на протяжении года, да, или там, не знаю, 10 лет, и это не интуиция, когда ему хочется залить очередной гамбургер Кока-Колой, это тот собрат, который был вчера, зовет своего собрата и заливает его Кока-Колой. Здесь уже идет такое неадекватное, деструктивное восприятие. Поэтому для того, чтобы перейти по-настоящему к... Так, я на месте, я на связи. На месте. Да, чтобы снова вот эту интуицию, с ней подружиться, нужно как минимум, хотя бы месяц быть на питании без определенных рафинированных продуктов, потому что они очень сильно искажают картину. Рафинированные продукты – это вот хлебобулочные изделия из муки высшего сорта, это, как я уже говорила, сахара, которые в огромном количестве везде присутствуют. Вот таким образом, это я могу сказать про интуитивное питание. Так, сейчас посмотрим еще там вопросы. Как убедить ребенка, что увлечение фастфудами вредно для здоровья? Вот в продолжении того, что было сейчас с вами сказано. Примеры. Набираем в Яндексе фотографии, допустим, американских школьников с определенной степенью ожирения. На девочек вообще влияет просто 100%. На мальчиков здесь также можно сказать об определенных показателях, как снижение выносливости, это низкое количество энергии, то, что ни спортом не заниматься, ни девушку свою защитить не получится. В общем, опять выгодами и различными неприятностями, которые могут быть. Потому что само по себе, почему, если вкусно, почему я не должен есть, да, какие-то проблемы со здоровьем, это сложно понять ребенку. А вот какие-то ситуации, которые могут быть вот прямо реально в их жизни, которые им хочется или не хочется иметь, вот это имеет эффект.
Спасибо. Еще вопрос. Как научиться контролировать эмоциональный голод? Линда Цугба. Да, этот вопрос очень серьезный. На самом деле здесь как минимум очень хорошо помогают дыхательные упражнения. То есть я со своими клиентами с компульсивным перееданием, например, на фоне эмоциональной такой повышенной реактивности, мы практикуем просто обычные супер простые дыхательные упражнения, как вдох на 5 счетов, выдох на 10, например, да, или наоборот равномерное дыхание, 7 вдыхаем, 7 выдыхаем. Просто когда мы чувствуем вот этот порыв, что не могу, хочу что-то съесть и быстро, и прямо сейчас, я говорю, хорошо, пожалуйста, звонят мне, 5 минут мы делаем упражнение, если все еще захочется, то иди, пожалуйста. Вот, то есть как минимум вот эти дыхательные упражнения очень хорошо помогают. Что-то еще можно посоветовать уже при более таком детальном рассмотрении, потому что мы все очень разные, и в том числе и набор инструментов, он тоже очень индивидуализирован. Так, у нас поступают вопросы еще и на YouTube-канал, на наш YouTube-канал. Я прочитаю эти вопросы. Вот один вопрос от Жанны Черчан. Здравствуйте, предвижу прямую связь дистанционного обучения и ожирения у детей. Есть ли угроза? Да, угроза есть, потому что питание, активный образ жизни, движение, ну, это все работает в связке. Опять же, помните, был пункт номер 1, который я говорила, что мой любимый, нелюбимый, это когда мы кушаем, и здесь у нас там все 33 гаджета, и внимание просто рассеяно. Ну и, соответственно, какое может быть последствие, да? Ребенок смотрит урок, ему скучно, ему не особо интересно, например, да, потому что нет живого контакта вот такого, какой он есть в школе, ну, к примеру. Дай бог, чтобы онлайн-уроки были суперинтересными и вовлекали детей, но тем не менее, его же никто не контролирует, как он сидит, что он делает, да, и все, можно перед ноутбуком, перед компьютером поставить еще, там, не знаю, тарелку с печеньем параллельно, там, хрустеть, чтобы было как-то вот поприятнее урок переждать, да, и здесь различные могут быть моменты. Поэтому, ну и плюс вот, как уже коллега до меня говорил о том, что если мы раньше говорили о том, что нужно вот поменьше общаться с ноутбуком, с компьютером, то сейчас, ну вот это инструмент обучения. И когда после этого обучения еще там мы смотрим фильм, мы что-то ищем в интернете, ребенок просто от ноутбука не отлипает, то здесь просто элементарно нет физической активности, нет вовлечения в другие активности. Поэтому здесь важно, я думаю, и родителям, и учителям, может быть, такими совместными усилиями вот, поддерживать, во-первых, ну, такой момент, что если ребенок учится, то он учится, да, он не сидит где-нибудь в развалку с тарелкой печенья. Урок – это урок. Ну и, соответственно, после урока, чтобы у ребенка была деятельность, была активность, которая не связана с ноутбуком. Спасибо. Еще вопрос оттуда же. Бывает часто и такое, что дети медленно кушают, потому что не хотят делать уроки. Как понять, что и что? Ты задала вопрос Анета Амичба с YouTube-канала нашего. Да, на самом деле многие те еще манипуляторы. Этими инструментами мы успеваем научиться, этим инструментам очень рано. Но здесь важно с ребенком поговорить. Абсолютно. Был пример, когда вот как раз такая ситуация, она в одной семье была очень яркая. И я предложила просто сказать, что, ну да, мы все покушали, видим, у тебя аппетита нет, убери, пожалуйста, тарелочку за собой, можешь идти делать уроки. Да, можно сказать, что жестоко, ребенок остался голодным, но через 3 дня все наладилось. То есть, ну, надо показать, что этот инструмент не работает.
принципе. Ну, а когда и выяснить причину, почему вот так сильно не хочется делать уроки, да, то есть каким-то образом замотивировать ребенка, сделать так, чтобы этот процесс был интересным, приятным, может быть, после этого, после того, как уроки сделаны, вместе поиграть или почитать книгу вместе, или сходить на прогулку. То есть дать вот такой бонус, но не в виде еды, да, то есть сделал уроки на конфету, а в виде совместной деятельности какой-то. Тут еще вопрос в чате на Zoom. Есть люди, постоянно питающиеся фастфудом, но не набирающие лишний вес. Как донести таким о неправильности питания? Ну, смотрите, избыточный вес, лишний вес – это лишь одно из проявлений, да, это ну, такой внешний момент. Но таким людям можно донести, что есть целый ряд более серьезных последствий, даже не внешних, там, допустим, качество кожи, ускоренное старение и так далее, но и очень серьезные внутренние проблемы. То есть та же статистика с диабетом, она же просто катастрофическая. То есть надо объяснить таким людям, что такое питание, оно, знаете, такое очень рискованное, потому что в любом случае, ну, у каждого свой запас прочности, да, у кого-то он маленький, у кого-то больше, но рано или поздно эффект будет. Просто у кого-то это сразу вылетает в лишний вес, в нарушение углеводного обмена, в серьезные проблемы с кожей, например, да. А у кого-то эффект затянутый, но потом может резко случиться что-то, что кардинальным образом поменяет жизнь. Например, придется с собой вот в сумке всегда носить определенные медикаменты, кому это хочется. Вот, поэтому здесь нужно разговаривать и объяснять, что даже худоба, например, да, то есть вот то, что человек не набирает вес, это тоже может быть симптомом определенных заболеваний. Поэтому, ну, здесь не надо, конечно, сразу пугать, вот, но разговаривать надо. Спасибо большое, Анна Александровна. Я, знаете, что от себя хочу сказать? Вот мы, живя в каком-то определенном месте, мы привыкаем к набору продуктов, даже которые привозятся, допустим, в магазины, я уже просто знаю, как бы испробовав тот или иной продукт, он мне нравится или не нравится, я уже как-то определилась. Попадая в другой город, мне сложно. Это я сейчас беру ситуацию вот из жизни. Несложно выбрать тот правильный набор. Начинаешь читать, практически в каждом продукте присутствуют как бы эти не очень полезные для организма. Вот как выйти из такой ситуации? Как правильное питание, я считаю, это очень дорогое удовольствие, правильно? Смотрите, вот здесь не могу с вами согласиться, хотя, да, есть, конечно, элементы там, здорового питания, какие-нибудь суперфуды, там, суперкокосовое масло и так далее, но это все, вы знаете, такие дополнительные моменты. По сути, правильное питание, здоровое, это самая простая пища. Это, ну, я думаю, что в России, в Абхазии, везде можно найти набор овощей простых, там огурцы, кабачок, тыква, томаты, болгарский перец, капуста любая, их там брокколи цветная и так далее. Какие-то крупы, как гречка, перловка, неочищенный рис, допустим, те же продукты животного происхождения, яйца, рыба, мясо, просто нужно выбрать правильно приготовленные, там, на пару запеченные, на гриле, что требует меньше времени, меньше затрат, и при этом это самое вкусное и простое. То есть я советую просто идти всегда от простого. Если вы где-то заказываете еду, ну, во-первых, можно всегда спросить. Вот я всегда все спрашиваю, вот, не стесняюсь. И выбирать те блюда, в которых все понятно, и минимум ингредиентов. То есть вот эти вот все сверх там добавки и различные соусы, и маринады, и длительный процесс приготовления, это все от лукавого. Вот чем проще, тем лучше. Овощной салат, там, рыбка, гречка, и все будет здорово. И организму будет понятно, потому что для каждого продукта он подбирает свой набор ферментов, которые это все будет расщеплять.
А если там 33 закрученных под маринадом ингредиента, ну, это уже тяжело. Понятно. Что вы скажете о кавказской кухне? Тут был вопрос, я его просто сейчас найти не могу. Насколько она полезна или нет? Ой, я обожаю. Например, там мое любимое — это пхали из шпината или стручковой фасоли, да, то есть это овощ, грецкий орешек, специи. Конечно, есть достаточное количество выпечки, например, да, из муки высшего сорта или из кукурузной муки, она тоже высокий индекс имеет гликемический. Но какой большой плюс? Очень много зелени. А зелень и ароматные травы — это ферменты, которые помогают расщепить даже какие-то варианты тяжелой пищи. Вот, поэтому используем главный плюс — это вот большое количество зелени, потому что это очень-очень хорошо помогает. Ну и все-таки то, что касается каких-то хлебобулочных изделий, ну, как минимум их нужно минимизировать и употреблять до 16:00, потому что после 16 организму уже будет тяжело это все переварить до того момента, как мы отходим ко сну, а во сне мы должны восстанавливаться, а не переваривать пищу. Так, у меня еще последний вопрос. Мгм. Анна Александровна, у меня такой вопрос. Скажите, у вас есть уже какие-то разработанные меню, которые вы можете посоветовать для школ? Вот конкретно. Конечно, я в Москве делала меню для нескольких детских садов. Вот сейчас начинаю сотрудничать с одной частной школой. Также у меня есть разработки меню диетического меню. И, ну, в принципе, это то, что я делать люблю и делаю достаточно быстро и с удовольствием. Поэтому, ну, для меня это, наверное, сейчас приоритетное направление в моем развитии, потому что у меня у самой сын, ему 8 лет, и я понимаю, насколько важно, да, то есть мы не хотим, чтобы дети выходили из школы с набором хронических заболеваний, а хочется, чтобы они выходили здоровыми, сильными, счастливыми, да, в этот мир и творили добро, делали мир лучше. Спасибо большое за доклад и за ответы на вопросы. Хочу тут вам зачитать. Наши слушатели пишут: вы очень красивая, очень приятная девушка. Спасибо за то, что на расстоянии вам удалось передать нам свое позитивное настроение. Это от Елены. Так, Настроение, кстати, действительно... да, просят, вот тут я не поняла, слушатели просят ссылку на ваш Инстаграм. Имеется в виду Инстаграм Министерства образования или Инстаграм выступающего? Напишите, пожалуйста, в чате. Это Линда Цугба прислала. Так, ну, свой Инстаграм я могу написать. А по поводу хорошего настроения я хотела сказать, что оно у меня действительно замечательное. Почему? Потому что вот вы вопрос задали про школы, а мы как раз сейчас вот совместно с Министерством просвещения, я его уже очень люблю, я просто обожаю, за возможность поучаствовать в такой реорганизации меню в школьных столовых. Поэтому я буду стараться сделать так, чтобы вот это все было хорошо и замечательно. Спасибо большое, Анна. Мы сразу почувствовали, что вы нас очень любите. Рады вас были слушать. И надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество. Спасибо еще раз. Всего хорошего. Спасибо большое. Всем до свидания. До свидания. Уважаемые слушатели, я надеюсь, что день у нас сегодня прошел так продуктивно, вам было интересно слушать спикеров. Если вы обратили внимание на программу подачи наших спикеров, я просто хочу ваше внимание обратить на это. Значит, у нас первый выступающий был это с темой инновации в образовании, а второй выступающий был психолог, то есть о состоянии нашем в этот момент, в момент принятия инноваций и так далее. А третий спикер нам очень красиво пояснил, как правильно питаться и жить со всем то, что было выше в этом мире цифровом и так далее. Так, завтра, третий день, заключительный день нашей конференции. У нас выступать будут 3 спикера.
спикера. Я сейчас представлю темы, чтобы хотя бы было представление. Но мы, правда, рассылали вам всем программы, но еще раз повторюсь. Первый спикер Юдина Елена Георгиевна, профессор, кандидат психологических наук, заведующая кафедрой управления дошкольным образованием Московской высшей школы социальных и экономических наук. Тема ее будет «Вовлечение семьи в практику работы детского сада. Жизнь после эпидемии». Это будет интересно, как раз мы сейчас находимся тоже в такой же ситуации в условиях пандемии. Какие-то наши детские сады до 24 ноября, как и средние учебные образовательные системы, не работают, поэтому нам интересно, думаю, будет заслушать этот доклад. Следующий доклад Полякова Марина Николаевна будет представлять, кандидат педагогических наук, доцент Института детства РГПУ имени Герцена. Тут тема педагогическая диагностика, мониторинг навыков воспитателя детского сада, то есть по дошкольной системе образования, 2 докладчика. Далее третий спикер Ёлкина Ольга Сергеевна, доктор экономических наук, заведующая кафедрой безопасности Северо-Западного института управления РАНХИКС при президенте РФ. Тема ее доклада – содержание реформ российской системы образования, вызванных Болонским процессом. Так вот, на завтрашний день повестка нашей встречи, нашей конференции. Спасибо вам большое, и спикерам еще раз огромное спасибо за доклады, и слушателям, которые сегодня очень активно принимали участие, и в чате писали свои доклады. Кстати, хочу сказать, что у нас активно принимали участие и участники, слушатели YouTube-канала. То есть и там тоже где-то около 100 было участников на YouTube-канале. Я вот смотрю, у нас сейчас 85 участников. Но я знаю, что помимо тех, кто зарегистрировался, у нас есть аудитории, где сидят несколько человек. То есть там значительно получается не 85 человек, а значительно больше. Я этому очень рада, что вы принимаете участие, слушаете. Я надеюсь, что для каждого из вас какие-то моменты были очень интересны. Да, еще хочу сказать следующее. Это вот, потому что у нас завтра остается один день, я вас очень прошу. Мы после того, как пройдет наша конференция, оргкомитет этой конференции, то есть Министерство просвещения и языковой политики, будет проводить анализ для себя, насколько результативна была наша конференция. Я вас прошу по существу скидывать на тот же WhatsApp указанный. Вот еще есть возможность завтра в комментариях написать, что понравилось, что не понравилось, чтобы мы это все учли. На будущее, когда мы будем как бы еще собирать конференцию, чтобы мы вот эти замечания ликвидировали, может, какие-то еще другие темы будут подняты вами, и мы их постараемся осветить. То есть вот эти замечания принять во внимание. На сегодня все. Я рада была вас видеть. Многие лица мне знакомы. До свидания, до завтра. Всего хорошего. Так, время начала конференции, еще раз повторю. Значит, сделаем так же, как и сегодня, чтобы было без всяких внештатных ситуаций. Подключаемся в 10, выходим на связь. Я имею в виду, а конференция начинается в 11. Все, на этом все. Пазлы собирайте. Остались еще... Сколько вы там собрали? Я сейчас посмотрю. По-моему, 7, да, букв собрали. Осталось еще 3, всего 10. Да, все, до свидания еще раз. Всего хорошего.